право выражения своего мнения и идей. Это право не соблюдается во многих уголках региона ОБСЕ. Например, политические меры применяются для того, чтобы заставить журналистов, правозащитников и гражданское общество замолчать. Журналисты также являются предметом кампании клеветы, их права нарушаются. Многие журналисты вынуждены были покинуть свою родную страну. Кроме того, разные организации СМИ пытаются строить такие модели, чтобы функционировать, несмотря на сложную ситуацию. Данное заседание посвящено тому, что можно предпринять, чтобы повернуть вспять эти тенденции, чтобы улучшить безопасность журналистов. Будем обсуждать передовой опыт в области защиты журналистов и правозащитников. У нас сегодня два докладчика, один с левой моей стороны, а второй в режиме онлайн. И это будут сначала вступительные доклады, а потом очень длинный список обращений представителей целого ряда организаций. У каждого будет 3 минуты на выступление максимум. Просьба представиться в начале и обсуждать ту тему, которая является предметом нашего обсуждения. В режиме онлайн можно размещать ответ. Турция и Сербия, как нам сказали вчера, опубликовали свое обращение в режиме онлайн, и можете с ним ознакомиться. Итак, сначала представлю Джеффа. Джефф Косев – это профессор права о кибербезопасности, работает на факультете кибернауки в Морской академии США, опубликовал книгу на тему свободы слова во времена дезинформации. В 2019 году кооперация Карнеги в Нью-Йорк отметила его деятельность наградой. Потом он опубликовал очередную книгу на тему использования интернета. Является также автором учебника по кибербезопасности в 2022 году. Является специалистом по вопросам кибербезопасности, а также неприкосновенности частной жизни. И работал также в суде в Вирджинии, то есть работал также адвокатом и занимается целым рядом вопросов, получил целый ряд наград и премий за свою деятельность. Джефф, пожалуйста, вам слово. Огромное спасибо. Я хотела сказать, что я выступаю от своего собственного имени, не являюсь в данном случае представителем Морской академии США. То есть я выступаю со своей личной точкой зрения. О чем я хочу говорить сегодня? Буду затрагивать вопросы дезинформации. Вы, конечно, великолепно это все знаете, и много об этом будем говорить сегодня. Хочу описать подход, который имеется в США. В Соединенных Штатах принимается собственный подход, который отличается от подхода других, даже западных демократий. Прежде всего, защищается свобода слова, имеются лишь немногочисленные исключения из этого правила. Этот подход иногда вызывает критику как в самих Штатах, так и за рубежом, поскольку многие беспокоятся на тему дезинформации. А я лично считаю, что Соединенные Штаты очень правильно защищают свободу слова, то есть прежде чем предпринимают какие-то штрафы или урегулирование в этой области, очень должны быть веские обоснования для того, чтобы ограничить свободу слова.
и расскажу, почему я считаю, что надо очень осторожно подходить к регулированию свободы слова, даже несмотря на опасность дезинформации. Подход США, это связано с тем, что имеется плюрализм мнений. Э, Мильтон опубликовал уже давно одну из статей, и Майкл Джон писал давно о том, что надо предоставлять возможность развития плюрализма мнений и идей. И прежде всего это пространство идей должно существовать. Даже 25 лет тому назад среднестатистическому человеку сложно было реагировать на какие-то высказывания, и надо было иметь доступ к пространству идей. Теперь у нас есть соцсети, которые поменяли ситуацию. У каждого есть доступ к огромному количеству информации. Кроме того, государственный контроль над речью угрожает возможности самоуправления, о чем писал десятилетия тому назад Майкл Джон. И как писал Верховный суд США в 1964 году, ошибочные утверждения неизбежны в свободных дебатах, и тем не менее необходимо защищать свободу слова. Это было очень важное решение в 1964 году Верховного суда. И было написано, что ошибочные утверждения неизбежны в свободных дебатах, и его необходимо защищать, если свобода выражения мнения должна иметь простор, необходимый для выживания. В-третьих, правительству невероятно опасно приостанавливать дебаты, определяя единственную допустимую так называемую истину. Как мы видим на протяжении многих лет, наше понимание истины меняется, когда растут наши знания. Поэтому никто не может принимать решения, какие дебаты должны существовать и какие надо прекращать. В-четвертых, большая часть того, что считается дезинформацией, часто является выражением мнения, которое не может быть ни доказано, ни признано ложным. Некоторые мнения могут быть необдуманными, могут быть даже опасными, но правильный способ справляться с этим – это высказываться в рамках плюрализма мнений, потому что недопустима цензура. Я считаю, что цензура недопустима. В-пятых, законодательство США возлагает ответственность на того, кто слушает выступления, чтобы быть более разборчивым, принимая решение, чему мы хотим доверять. И мы должны считать, что большинство людей в состоянии рационально оценивать чьи-то высказывания. То есть нет обоснований, чтобы блокировать какие-то высказывания. А в-шестых, цензура вообще неэффективна. И я уже говорила о том, что может быть много плачевных последствий цензуры. И блокирование каких-то высказываний не укрепит доверие общественности, то есть не достигнет целей правительства. Почему? Потому что будет недоверие со стороны общественности, потому что население будет задавать вопрос, почему правительство предпринимает столько мер, чтобы не дать ему услышать данное высказывание. То есть цензура обеспечивает цензурируемым большую достоверность. То есть государство принимает решение, что является дезинформацией, и защищает слушателей от этих высказываний. Но, скорее всего, тот, кто хочет услышать эту информацию, будут желать услышать ее еще больше, потому что есть какие-то препоны со стороны правительства. Они будут заинтересованы, что же это такое, что правительство пытается запретить. То есть я не говорю, что дезинформация – это хорошо. Я согласен, что есть ложные данные, которые быстро распространяются в интернете. Тем не менее, цензура
не достигает своих целей, и надо защищать демократические ценности. И государство, правительство должно делать все возможное, чтобы укреплять доверие общественности. И люди редко доверяют официальным источникам информации, и нельзя просто принять решение, давайте применять цензуру. Демократические нормы, которые мы хотим поддерживать, связаны с тем, что надо лучше, например, формировать систему образования, чтобы люди более критично относились к многочисленным источникам информации. То есть цензура не является чем-то, что соответствует демократическим нормам и ценностям. Поэтому давайте будем искать другие возможности вместо того, чтобы применять урегулирование свободы слова и цензуру. Пожалуй, это все, что я хотела сказать. С удовольствием выслушаю ваши комментарии. Огромное спасибо, Джефф. Простите за этот звук в конце. Я не представился, и это действительно скромно с моей стороны. Я посол Нейл Холланд, я постоянный представитель Великобритании в ОБСЕ. И следующий выступающий Ритан Тухватшин, соучредитель расследовательского СМИ в Киргизстане «Клуб». И он привержен расследовательской журналистике, которая проходила не без вызовов. К сожалению, данная редакция испытывала репрессии со стороны властей Киргизстана. Она обвинялась в нарушениях, и мы наблюдаем растущее количество читателей данной газеты. Кроме того, мы видим постоянные нарушения со стороны государства в Киргизстане и Венгрии. И инновационный подход мы видим в премиях, которых он был удостоен в 2019 году, в 2021 году за журнализм данных. И эти премии показывают вот превосходную работу, которую выполняет журналист и независимые СМИ, работу их в таких сложных условиях. Спасибо большое. Прекрасное представление. Спасибо. Я буду говорить со своего личного опыта. Меня зовут Ирина Тухватшин. Я соучредитель клуба, одного из ведущих расследовательских СМИ Киргизстана. Несмотря на признания, которые мы получаем вот за небольшую газету в Центральной Азии, наша организация была закрыта. В последнее время мы обвинялись в том, что мы оказываем психологический вред. И, несмотря на то, мы проводим нашу работу. К сожалению, это далеко не единичный случай. Тамиров Лайф, еще одно и расследовательское издание, сталкивается с еще более жестокими преследованиями. В этом году 11 его журналистов, включая как нынешних, так и бывших сотрудников, были арестованы по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Этими действиями власти Киргизстана ясно дали понять о своем намерении ликвидировать эту медиаорганизацию, которую они считают угрозой. До арестов основатель Тамиров Лайф, Болот Тимиров, несмотря на то, что он родился в Киргизстане и имеет гражданство, был депортирован. Теперь он продолжает управлять изданием из изгнания. Среди тех, кто все еще находится в предварительном заключении, находится жена
Болото, которая является директором СМИ. Прокуроры добиваются 6-летнего тюремного заключения для журналистов, хотя обвинения основаны на утверждении, что критика правительства равносильно подстрекательству. Позиция, которая, по мнению юридических экспертов, не имеет оснований в законодательстве Киргизстана, где критика правительства защищена. Ситуация одинаково ужасна для членов гражданского общества и простых граждан. Каждый день пользователей социальных сетей, блогеров и людей, ранее не занимавшихся политикой, арестовывают просто за выражение своего мнения. Не имея юридических знаний или ресурсов для самозащиты, многие оказываются подавленными и уязвимыми в этом все более репрессивной среде. Это сползание к диктатуре особенно болезненно, учитывая, что Киргизстан когда-то считался островком демократии в Центральной Азии. Вы можете себе представить, что в Киргизстане с 91 года было 6 президентов, столько в США за тот же период. Единственное отличие в том, что в Киргизстане одним из них была женщина. США, пожалуйста, догоните нас в этом году. Ситуация в Киргизстане сегодня – это не просто внутренний кризис. На нее глубокое влияние оказывают мировые силы, которые меняют политический ландшафт во многих регионах. Исторические политические переходы в Киргизстане, хотя и бурные, были отмечены моментами народного восстания, которые давно давала отпор краже выборов и злоупотреблению властью. В 3 отдельных случаях киргизский народ восставал, чтобы защитить свои демократические принципы, как-то чувствовал, что они ускользают. Однако глобальный контекст сегодня сильно отличается, и это усложняет борьбу за демократию в Киргизстане беспрецедентным образом. Мы живем в это время, когда ни одна страна не может утверждать, что она изолирована от международного влияния, и Киргизстан не является исключением. Одним из самых значительных мировых событий, повлиявших на Киргизстан, является война России в Украине. Этот конфликт отразился далеко не за пределами границ Украины, изменив альянс и увеличив давление на соседние государства, включая Киргизстан. То, что когда-то было относительно второстепенным партнером для России, теперь стало важнейшим элементом демонстрации того, что Москва не изолирована на мировой арене. Фактически Киргизстан стал центром обхода санкций, введенных против России из-за войны в Украине. Это единение с Россией имело прямые последствия для внутренней политики Кыргызстана. Война усилила авторитарные тенденции во всем регионе, и режимы ужесточают контроль над властью, часто за счет гражданских свобод и демократических процессов. Мы видим, что безнаказанность России на Украине, где те, кто несет ответственность за руководство насилием и разрушением, остаются безнаказанными, отражает безответственность, с которой мы сталкиваемся дома. Каждый день я открываю интернет и вижу, как детей раздавливают обломки украинских городов, разрушенных российской артиллерией и палестинской. The foreign agents law adopted by Kyrgyzstan this year is striking
Объединенных Наций посетил Киргизстан в начале этого года. Он похвалил наше правительство за его климатические инициативы и прогресс в области устойчивого развития. Те, кто обращает внимание на основные свободы и демократические ценности, многие собрались здесь сегодня в этом зале. В нашей работе необходимо обращать внимание на те вызовы, которые связаны с нашими странами. Это глобальные вызовы, они не ограничены одним государством. Когда мы говорим про коррупцию в Кыргызстане, мы видим похожую ситуацию в Восточной Европе, в Беларуси, России и за их пределами, потому что эти проблемы выходят за рамки границ. Коррупция, репрессии, подавление гражданских свобод – это та же самая глобальная борьба, будь то в Кыргызстане, Украине или где-то в других странах. Я хочу, чтобы народ Кыргызстана понял, что война России с Украиной – это не просто война с одной страной, это война с демократией повсюду. Необходимо предпринять реформы. И ситуация в Кыргызстане – это часть этих же самых разрушительных сил. Я не буду говорить украинскому народу, что делать. Но я надеюсь, что это связано с тем, что надо бороться с агрессией, с российской агрессией и репрессиями у нас дома. Крайне важно, чтобы кыргызские журналисты и НПО получали поддержку, независимо от того, находятся ли они в своей стране в изгнании или в тюрьме. Мы не можем позволить, чтобы заставить эти голоса замолчать. Необходимо иметь возможность защищать себя. Украина должна мочь пользоваться западным оружием для того, чтобы восстановить справедливый и прочный мир. Путин должен быть занят тушением пожаров в Кремле, а не сеять хаос в соседних странах. Если он не понесет последствий за свои действия, как мы можем надеяться, что это сделают кыргызские чиновники? Прямо сейчас наши чиновники занимаются кражей денег, перекачиваемых из России. Деньги, которые Россия заработала в Европе и мечтает потратить их в Европе и в Соединенных Штатах. Они считают, что будет безнаказанность. Пока такие лидеры, как Путин, делают что угодно, и другие люди страдают, ничего не поменяется. Спасибо большое. Rinat, thank you very much for that. Спасибо большое за это выступление и за гендерное равенство. Спасибо большое также за выступление онлайн. Мы сейчас перейдем к выступлениям стран. Возможно, мы также услышим ответ. Давайте сейчас перейдем к выступлениям зала. Мы начнем с Центра экономического и социального развития Узбекистана. Пожалуйста. Потом политическое оппозиционное движение Эркин Узбекистан. Центр экономического и социального развития. Уважаемые коллеги, я хочу обсудить роль независимого журнализма, а также человеческого достоинства. Профессия журналистов была уменьшена. Надо привлечь к ответственности всех, кто виновен в этом. Журналисты – это люди, которые устанавливают незаконные действия и призывают к изменениям. Мы должны внести конструктивные решения в проблемы, с которыми сталкиваются общества. Центр экономического и социального развития Азербайджана внес вклад в защиту и продвижение прав человека. Центр экономического и социального развития работал над рядом прав
человека, свободы высказывания, а также свободы гендерного равенства. Правозащитники отвечают за то, чтобы права человека уважались. Центр экономического и социального развития делают важный вклад в защиту правозащитников, а также продвижение более справедливого мира. И мы спасибо большое за внимание. Thank you very much. Огромное спасибо. Политическое оппозиционное движение Эркин Узбекистан, после чего Хельсинский фонд по правам человека. Пожалуйста. Спасибо, господин модератор. Доброе утро, коллеги. Мне хочу представиться: Хасанбой Бурханов, основатель и лидер политического оппозиционного движения Эркин Узбекистан. На фоне агрессивной войны России против Украины можно наблюдать, как узбекские официальные источники информации навязывают гражданам страны, что Путин ведет священную войну за сохранение общечеловеческих ценностей и защиты мусульман от тлетворного влияния Запада. Значительная роль в распространении кремлевских нарративов в Узбекистане исходит от пятой колонны Москвы, которых непосредственно поддерживает советник президента Узбекистана Саида Мирзияева. Российские власти целенаправленно используют высокопоставленного узбекского чиновника Саиду Мирзияеву для реализации своих далеко идущих планов. Узбекские службы западных радиостанций, созданные для сдерживания пропаганды Кремля в стране, уже давно превратились в один из инструментов для борьбы среди конкурирующих политических сил Узбекистана. Мы можем наблюдать, как узбекские службы западных радиостанций, в которых содержат американские и английские налогоплательщики, отодвинув свою основную миссию в дальний угол, легитимизируют людей с сомнительной репутацией и откровенных провокаторов. Выделяемые международные гранты на развитие свободных СМИ и сдерживание пропаганды Кремля в Узбекистане получают или гонго-организации, или непосредственно пятая колонна Москвы. Уважаемые коллеги, в основном я обращаюсь к представителям Восточной Европы и государств Балтии. Сейчас Кремль ведет целенаправленную политику по возрождению союзного государства в границах 1991 года. И представьте, что получится потом. Те силы, которые будут консолидированы вокруг Кремля, это порядка уже около 200 миллионов человек, будут воевать против вас. Вы прошли оккупацию Кремля, вы прошли оккупацию коммунистического режима. И эту тенденцию необходимо остановить. Я призываю пересмотреть стратегию выделения финансирования неправительственным организациям и поддержки средств массовой информации и приложить максимум усилий, чтобы остановить пропаганду Кремля в Центральноазиатском регионе и в мире в целом. Спасибо за внимание. Thank you very much. Огромное спасибо за ваше обращение. Теперь Хельсинский фонд по правам человека, после чего Швеция. Никита Грикович, Хельсинский фонд по правам человека. Уважаемые гости, дорогие коллеги, огромное спасибо за возможность выступить с нашим обращением. Хочу рассказать про механизм защиты правозащитников, которые ищут поддержку в данном случае в Польше. Из-за того, что наблюдается репрессия гражданского общества в Российской Федерации, Беларуси, в Центральной Азии, на Кавказе, Хельсинский фонд по правам человека основал хаб-центр по правам человека. Это возможность оказывать поддержку правозащитникам, которые ищут защиту в Польше.
У нас получила помощь примерно 700 правозащитников, причем 72 из них получила поддержку в первой половине текущего года. Мы хотели бы поблагодарить польские власти, а также представителей других государств, участников ОБСЕ, за то, что они предоставляют поддержку. В данном случае Польша выдает визы в рамках механизмов защиты правозащитникам. Это необходимые инициативы не только в Польше, но и во всем регионе ОБСЕ. У нас есть целый ряд рекомендаций. Необходимо усиливать и создавать другие специальные процедуры выдачи гуманитарных виз правозащитников, которые находятся в ситуации, где они подвержены риску. Поэтому мы сотрудничаем со специализированными НПО, которые имеют опыт в области поддержки правозащитников, и они дают нам экспертные знания на тему их ситуации по стране происхождения. Мы также призываем Евросоюз полностью реализовать новое руководство по предоставлению виз ЕС, чтобы помогать правозащитникам. Кроме того, надо поддерживать независимых журналистов, которые проживают в изгнании или в своих странах происхождения. Необходимо проводить составление докладов и повышать уровень осведомленности на тему нарушений прав человека в их странах, потому что гражданское общество – это гарантия противодействия авторитарным процессам, и необходимо помогать тем, кто живет в стране, где нет демократии. Спасибо. Спасибо за ваше выступление. И теперь Швеция со стороны от имени Европейского Союза, Азербайджанский институт по демократии и правам человека. Спасибо большое. Меня зовут Ирина Шагинева. Я представитель посла из Института демократии и прав человека. Мы хотим присоединиться к заявлению Боснии, Герцеговины, Северной Македонии, Великобритании и других стран. Свобода выражения и свобода профессиональной деятельности является важным правом в демократии. Это центральные приоритеты для Европейского Союза внутри и за его пределами. Правозащитники, журналисты и другие акторы СМИ отвечают за то, чтобы привлекать к ответственности государства. И сотрудники СМИ сталкиваются со многими репрессиями. Журналисты и акторы, сотрудники СМИ на каждый день подвергаются репрессиям в связи с их деятельностью, связанную с раскрытием новостей того, что происходит в связи с агрессией России в Украине. Журналисты и сотрудники СМИ, которые освещают события во время вооруженных конфликтов, должны быть защищены. Преследование журналистов в Украине и на оккупированных территориях должно быть приостановлено, а также режим Лукашенко напоминает нам, что авторитарные страны идут рука в руку. И независимые политики, независимые журналисты и другие критические голоса подвергаются незаконному задержанию, а также приговариваются к тюремным срокам. Мы осуждаем кампании репрессий и запугивания против белорусского сообщества, в том числе независимых журналистов, политиков и сотрудников СМИ. Мы требуем безусловного освобождения всех политических заключенных и их реабилитации. Мы наблюдаем, что изменения законодательства авторитарных стран отрицательно влияет на свободу
профессии журналистов. Азербайджан должен освободить всех политических заключенных, которые были задержаны и посажены в связи с их независимой деятельностью. Мы вполне согласны, и в этом контексте мы выражаем нашу надежду, что будут назначены ответственные лица. И были предприняты конкретные меры по борьбе с ограничением независимого участия в политике и ограничения права на выражение. Спасибо. Thank you, Ambassador. Спасибо, госпожа посол. Азербайджанский институт для демократии и прав человека, после чего Венгерский Хельсинский комитет. Огромное спасибо, господин председатель Ахмад Шайдов. Я представляю Азербайджанский институт для демократии и прав человека. Сегодняшняя тема очень важна, потому что СМИ – это суть свободного общества. Сегодня хочу рассказать про свободу выражения мнения, свободу СМИ и правах человека в Азербайджане. Хочу поделиться собственным опытом. И то, что я буду говорить, основано на моем личном опыте. Бывшая Советская Республика Азербайджана проделала большой путь к свободе СМИ и выражению мнения. Мы, конечно, не можем сказать, что это полностью выполнено, но реформы проводятся, и многое еще надо сделать. Я не согласен с докладами некоторых международных организаций, например, Freedom House, Amnesty International и другие организации по свободе СМИ в Азербайджане. Мне кажется, что есть предвзятость по отношению к этой ситуации. В Азербайджане СМИ достаточно свободно, и говоря про такого рода взаимоотношениях между свободными СМИ и правительственными СМИ, есть государственная поддержка некоторых СМИ в Азербайджане. И есть агентство, которое выделяет финансовую поддержку ежегодно СМИ. И это касается официально зарегистрированных организаций. Поэтому хочу вкратце описать свой личный опыт. Например, Центр Институт для демократии и прав человека с 2014 года действует. Несмотря на наше официальное обращение 12 раз в Министерство юстиции Азербайджана, запрещено регистрировать нашу организацию. Почему? Это из-за того, что название нашей организации заключает слова «демократия» и «права человека». Они предложили, чтобы мы поменяли название нашей организации, но мы отказались в этом. И я хотел бы сказать, что мы нуждаемся в поддержке, чтобы зарегистрировать нашу организацию по истечении 12 лет. Потому что из-за того, что у нас нет официальной регистрации, мы не можем свободно функционировать в Республике Азербайджан. И в завершении хочу привлечь ваше внимание к некоторым моментам, потому что некоторые используют источники третьих организаций по свободе СМИ, и мне кажется, что отсутствует знание ситуации, не все владеют этой ситуацией. Спасибо. Спасибо за ваше выступление. И сейчас Венгерский комитет, Хельсинкский комитет, а потом Соединенные Штаты Америки. Пожалуйста, вам слово. Ваше превосходительство, уважаемые дамы и господа, меня зовут Валерий Шаманян, и я являюсь правозащитником в Организации по правам человека. Мы нам был представлен список рекомендаций. Мы хотим пригласить вас на сайд-ивент завтра, на котором мы будем их представлять.
мы наблюдаем постоянные препятствия в работе независимых правозащитников и журналистов. Мы видим атаки на независимые НПО. С того времени ситуация ужесточилась. С момента последней конференции венгерское правительство приняло закон защита суверенитета, который защищается правительством далек от настоящего значения. И сейчас для правительства не важна независимость общества. И коррупция, расследовательский журнализм также подвергался нацеленным атакам. В то же время правительство имеет доступ к расследовательской информации. Что раз Шекач, правительство ограничило право на помощь в получении убежища. И что касается закона, который был введен, ситуация очень похожая, и я прошу вас о помощи. Данное законодательство вызывает страх, организации не хотят сотрудничать друг с другом, и даже финансирование считается угрозой. Я призываю страны-участницы продолжать мониторинг ситуации в Венгрии, и я призываю правительство не препятствовать деятельности организаций. Спасибо. Огромное спасибо за ваше обращение. Делегация США, после чего Freedom Now. Мы призываем государства-участники обеспечить свободу выражения мнения без репрессий. Российские законы по цензуре, в том числе законы по иностранным агентам и так называемым нежелательным организациям, ограничивают свободу. Власти в России мстят тем, кто высказывает критические замечания против войны в Украине. 30 журналистов были задержаны, включая Фаворскую и Комлеву. И россияне не могут свободно пользоваться интернетом. В России имеется примерно 700 политических заключенных. Это, например, оппозиционный политик Гаринов, это журналисты Пономаренко, Кригер, Габов и Гаджиев. И надо сказать, что на оккупированной территории в Украине Россия также задерживает и пытает представителей гражданского общества и, по крайней мере, 28 журналистов. В Беларуси, в частности, Беляцкий, это председатель организации «Весна», правозащитного центра «Весна» и является Нобелевским лауреатом Нобелевской премии мира. И журналисты также задерживаются, блогеры, например, такие лица, как Лёсик и Кузнечик. В Турции также применяются жестокие меры по запугиванию представителей гражданского общества, например, Думан Гюк и Сюзем. В Азербайджане такие лица, как экономист Ибадоглу, журналист Вагив Гизи и социальный активист Халиев, а также активист Самадов также являются жертвами репрессий. В Венгрии также ограничивается свобода СМИ. Прокуратура начала расследование по представителю СМИ Атлацо. В Грузии правительство оказывает все более сильное давление на СМИ, применяя закон об иностранных агентах. В Польше были предприняты меры, чтобы ограничить влияние правительства на государственное телевидение. В Боснии мы призываем Республику Сербскую
начать изменение ситуации к лучшему, чтобы не применять декриминализацию клеветы. Мы тоже обращаемся к Сербии, чтобы улучшить ситуацию. В Таджикистане 30 журналистов, блогеры, представители гражданского общества, правозащитные юристы, адвокаты и их родственники заключаются в тюрьму с 2022 года. Максуда в Узбекистане. Это пример также заключенного журналиста в Казахстане. Гражданское общество критикует новое законодательство по СМИ, ограничены права ЛГБТQИ. И Садыков – это очередной вопиющий случай. И в Туркменистане надо изменить ситуацию к лучшему. Спасибо. Спасибо за ваше заявление. И теперь Freedom Now, Свобода сейчас, а потом САВА, Центр информации и анализов. Спасибо. Я Дафни Панитатус, я представляю Freedom Now. Я хочу говорить о Евразии и о ситуации, которая ухудшается. Мы видим законы по СМИ, которые вводятся в Казахстане и Азербайджане. Они ужесточают контроль над профессией. Мы поощряем президента Киргизстана за то, что он ввел закон в марте текущего года, но беспокоит то, что несмотря на этот закон, правительство по-прежнему преследует 11 журналистов. Это только один пример политически мотивированного заключения журналиста. В 2023 и 2024 году правительство Азербайджана проводила действия, связанные с заключением журналистов. В Узбекистане в июле 2022 года один из журналистов был приговорен к 16 годам тюрьмы за призыв к свободе. Мы призываем освободить всех журналистов из тюрьмы. Мы также призываем ОБСЕ, а также Центр по свободе СМИ защищать свободу СМИ. Спасибо. Thank you, ma'am. Огромное спасибо. Теперь Священный престол, а потом исследовательский центр САВА. Святой престол убежден в том, что необходимо обеспечить право общества к информации. И мы должны сказать, что необходимо обратить внимание на использование СМИ. СМИ не могут существовать сами по себе, потому что это инструмент, которым пользуется население. Очень важно воздействие СМИ на функционирование общества. Необходимо обращать внимание на такие ценности, как человеческое достоинство, и СМИ должно обращать внимание на соблюдение этих ценностей, и, конечно же, должна быть обеспечена свобода СМИ. Чтобы повышать этические стандарты, Святой Престол хотел обратить внимание на то, что есть взаимоотношения между свободой выражения мнения и свободой религиозного характера. Это не означает, что нельзя принимать участие в критических дискуссиях на тему религии, но нельзя допускать нетерпимости, дискриминации, вражеского отношения к религии или представителям религии. Свобода выражения мнения означает, что обе стороны должны иметь право высказываться, даже если это не всем нравится. Поэтому массовые СМИ должны предоставлять платформу для плюрализма идей, но это, конечно, должно быть возможностью высказывания своих точек зрения. Информация должна предоставляться объективным образом. Роль журналистов становится еще более ответственной в случае конфликтов. Благодаря объективному освещению событий журналисты
делают то, что правительство не всегда может или не всегда хочет сделать. Особенно, когда мы говорим про вооруженные конфликты, когда люди страдают. Необходимо обратить внимание на испытания тех, кто страдает от этих конфликтов. И это играет очень позитивную роль со стороны смелых, объективных журналистов. Хочу процитировать еще такие слова, когда Папа Франциск сказал: «Свобода прессы и выражение мнения – это важный показатель того, насколько здоровым является данное общество в данной стране». Одной из мер, которые диктаторы применяют, это ограничить свободу прессы. Нам нужна журналистика, которая является свободной. Спасибо, господин председатель. Спасибо, господин посол. Я пропустил, кажется, сову Центра информации и анализа. То есть сначала сова, а потом Казя Шипская из Фонда «Открытый диалог». Уважаемые коллеги, я хочу подчеркнуть две тенденции и инструменты, которые репрессивные власти используют для ограничения свободы слова критиков, в том числе тех, у которых есть западные загранпаспорта. Мы сталкиваемся с репрессиями на территории стран, западных стран. Это физическое насилие, а также похищение. Репрессивные власти, правительства, они используют разного рода средства для борьбы со свободой путем замораживания банковских счетов и другие меры. Защита, которую предлагают западные страны, сейчас практически не существует. Казахстан и Азербайджан лидируют в этой практике. Вчера Азербайджан, кандидат в президенты Виталий Искандери, был убит во Франции, а в июне господин Садыков был убит в Украине, как говорят, тайным секретным агентом своей страны. Также другой журналист был задержан. Похожая тактика была применена в отношении оппозиционера Мухтара Аблязова в Италии. И сейчас эскалирует преследование на местах, а также в глобальном охвате. И западные страны злоупотребляют информацией, разведывательной информацией, и даже компании, как Шаврон, используются для запугивания и критиков, таких как господин Мурбазиев. И компании краудфандинга в Казахстане, в Беларуси, а также профили в СМИ могут также повлиять на эту ситуацию. Мы призываем ОБСЕ вести открытые дебаты, приостановить разведывательные органы от преследования. Спасибо. Thank you for your statement. Огромное спасибо. Теперь сова, исследовательский центр. Огромное спасибо, уважаемый председатель. В течение текущего года свобода выражения мнений в России находится под суровым давлением. Продолжается ужесточение контроля в интернете, в том числе в виде блокировок и сильного замедления работы платформ. Сейчас заблокированы сайты практически всех независимых изданий, без VPN недоступно большинство социальных сетей. А с августа распространение определенной информации может быть запрещено даже не законом, а указом президента. Ограничения в распространении информации накладываются на все новые группы людей.
Например, запрет международного движения ЛГБТ как экстремистской организации сделал крайне опасным публичные выступления в защиту прав ЛГБТ-людей, поскольку такие выступления попадают под статью Уголовного кодекса о продолжении деятельности запрещенной организации. Дополнительно лишены возможности выступать с критическими высказываниями мигранты. Те, кто получили гражданство, могут его лишиться, если высказывание будет признано экстремистским. Рассматривается законопроект, по которому иностранец подлежит выдворению за любые из так называемых политических административных нарушений. Понятие участия в экстремистском сообществе толкуется все более расширительно. Например, если кто-то высказывается против войны в Украине, это тоже считается экстремизмом. Есть также статья про пропаганде и оправдании терроризма. Инкриминируемые высказывания нередко призывали к насильственным действиям или оправдывали таковые, но реальная общественная опасность этих высказываний не оценивалась, а часто она была очень низкой. Часто за такого рода экстремистские высказывания считаются совершенно какие-то невинные высказывания. И растет средняя продолжительность сроков. Лишение свободы сроков на 5 лет и более может быть назначено за одно отдельно взятое нелояльное высказывание в военных действиях. Более 4500 раз суды назначали в этом году санкции по статьям об административных правонарушениях, касающимся публичных высказываний. Среди них немало явно неправомерных решений за дискредитацию и оскорбление чиновников или военных, враждебные высказывания в их адрес, за демонстрирование украинской символики и так далее. Мы вновь призываем Россию отменить многочисленные ограничения и освободить политзаключенных. Наши подробные рекомендации БДИПЧ государствам-участникам представлены в письменном виде. Спасибо. Спасибо за ваше выступление. И сейчас Эглекс, потом Армения, делегация Армении. Эглекс, пожалуйста, вам слово. Есть с нами Эглекс в зале? Нет? Тогда сейчас переходим дальше. Передаю слово делегации Армении. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, господин модератор. Армения придает огромную важность свободе и безопасности журналистов, в том числе мы в Армении мы придерживаемся права на выражение и на свободу мнения и его выражения. Существует развивающийся ландшафт свободы журналистов в Армении. Журналисты играют критическую роль в привлечении правительства ответственности в случае коррупции и нарушения прав человека. Они несут свой вклад в демократию. Они могут... Вот очень важно, чтобы они могли проводить свои расследования, не боясь о своей безопасности. Поэтому следует защищать журналистов посредством разных инструментов. Всеобщая декларация прав человека говорит о свободе мнения и его выражения, и праве на информацию. Страны-участницы должны придерживаться этих обязательств. Мы подчеркиваем ответственность правительства в предоставлении свободы журналистов и приостановлении ограничений. В нашей стране свобода журналистов была защищена путем указа президента, и наша страна придерживается международных обязательств, связанных со свободой выражения и свободе журналистов. Мы уважаем свободу независимых журналистов. Здравствуйте и всем хорошего дня. Я доктор Валерий Грицов,
активист по правам человека. Уже 35 лет я занимаюсь защитой прав человека. Точнее, пытаюсь защищать, потому что не всегда это получается. Но здесь, на конференции ОБСЕ, я уже 22 год, где даю факты непосредственно нарушения прав человека, в том числе и в Таджикистане, ну и Беларуси, потому что я гражданин Беларуси, я этнический белорус, и, естественно, хорошо знаю ситуацию в Беларуси, ну и познакомился с ситуацией в Таджикистане. И я абсолютно увидел, что ситуация, она почти такая же, что в Таджикистане, что в Беларуси. Можно сказать так, один колхозник сделал диктатуру в Таджикистане, Рахман, и другой колхозник Лукашенко сделал диктатуру в Беларуси. В Таджикистане тюрьмы заполняются политическими заключенными, а в Беларуси уже тюрьмы переполнены, даже уголовников просто так выпускают, так как нет мест для политических заключенных. Ну и в результате мы видим, что при поддержке этой бандитской России, которая начала и продолжает свою бандитскую войну на Украине, этот террорист Путин поддерживает, с одной стороны, диктатора Рахмона, а с другой стороны, диктатора и террориста Лукашенко. И, ну, и еще есть сравнение. В последнее время появились слухи, что своего небрачного сына Лукашенко хочет, чтобы он был следующим президентом. Ну и в Таджикистане мы тоже знаем, вы это очень хорошо знаете, что сын Рахмона, который уже имеет большой пост, что он будет следующим президентом Таджикистана. То есть ситуация, можно сказать, почти абсолютно одинаковая. И единственное, что можно сделать в этом случае, когда наши народы, народ Таджикистана, действительно начнут протестовать и бороться против этой диктатуры, этой семейственности, коррупции, воровства, денег граждан, что в Таджикистане, что и в Беларуси тоже близкие к семье Лукашенко тоже воруют очень много. Но относительно Таджикистана я хочу еще раз вспомнить, что вот эта трагедия в горном Бадижистане, так, это, ну, которую нельзя забыть. И народ Таджикистана должен про это помнить и требовать, и даже обращаться в международные организации, чтобы произошло нормальное расследование преступления диктатора Рахмона. А что касается Беларуси, то, к сожалению, то в Беларуси, это, может, вы не поверите, уже начинают сжигать книги на белорусском языке. Я надеюсь, что в Таджикистане этого нет и не будет, потому что в Таджикистане таджики – это настоящие таджики. В Беларуси Россия настолько русифицировала граждан Беларуси, что они забывают, что они белорусы. Вот, к сожалению, такая ситуация. Спасибо большое. границы, особенно в Турции. Именно Турция массово высылает граждан Туркменистана, несмотря на то, что декларирует себя братской страной. Примером являются Фархат Мейманкулиев и Мирдан Мухамедов, которые публично обсуждали проблемы Туркменистана на YouTube-каналах. Эти люди подверглись страшным пыткам, а Фархата Мейманкулиева просто убили. Пару месяцев назад, летом, в июле месяце 2024 года, власти Туркменистана экстрадировали блогера Мирдана Мухамедова из Турции, который работал вместе с Хамурадом Саюновым и Сапаром Иклымовым.
Правозащитники и журналисты регулярно получают угрозы от родственников бывшего и нынешнего президентов, включая угрозы физического насилия и похищения их несовершеннолетних детей. Власти Туркменистана уничтожают частную собственность правозащитников, запугивая тем самым местное население. Семья Бердымухамедовых, отец и его сын, управляющие страной, устрашают народ Туркменистана, похищая людей, депортируя и экстрадируя их обратно в Туркменистан и убивая их потом внутри государства. Этот режим насильственно заставляет граждан молчать и подавлять любое несогласие. Вся власть и привилегии сосредоточены в руках членов семьи Бердымухамедовых. Эта семья присвоила страну на глазах всего мирового сообщества, в то время как народ фактически превращен в обслугу режима и рабов в прямом смысле этого слова. Внимание международного сообщества, которое уделяется представителям других стран СНГ на фоне ужасов, происходящих в Туркменистане, просто возмутительно. Мы находимся в состоянии рабства и зверского уничтожения уже более 30 лет. И наши граждане подвергаются жестоким репрессиям и исчезают без следа, после чего ищут их международные организации в течение полувека. Многие разыскиваются более 20 лет, но все так и продолжают делать вид, что с ними ничего не случилось, при этом о них так и не поступает никаких сведений. Тем временем режим продолжает использовать свои бесчеловечные методы правления, не оставляя надежды на справедливость и свободу для народа. Режим обязан прекратить пропаганду, прямой террор и давление на свой народ, предоставив возможность свободы слова и выражения. Спасибо. Спасибо за ваше заявление. И теперь Гюзел Паш, Союз молодежи. Пахомову. Я представляю страну, которую пока здесь никто не упоминал, но, значит, придется рассказывать о том, что происходит у нас в стране. Я являюсь представителем неправительственной организации, которая называется «Инициатива в области СМИ», «Инициативе масс-медиа» на государственном языке, журналист с опытом работы 26 лет на телевидении. Прошла путь от репортера до генерального продюсера и главного редактора, соответственно, знаю, конечно, от и до всю эту структуру. Кстати, у нашей неправительственной организации закрыты счета в одном банке, и мы не можем открыть ни в одном другом, и мы не единственная такая организация, нас таких много, когда приходишь в банк, нам показывают вот такую пачку заявлений, спрашивают, почему не открывают счета неправительственным организациям. Притом это разные, и социально ориентированные, и экологические организации. Нам говорят, некая структура государственная говорит, вы не должны открывать. Потерпите, но терпим уже годами. Благодарю за возможность выступить здесь, еще и на русском языке, потому что в Республике Молдова для нас мест нет. Нам запрещают участвовать, говорят, закрыта регистрация, вы не можете записаться на любое мероприятие. В Молдове есть две беды. Первая беда – это недоверие к оставшимся и действующим средствам массовой информации и полное непонимание руководства страны потребностей национальных меньшинств, к которым я принадлежу. Чем вызвано недоверие к средствам массовой информации, которые сейчас действуют? Самоуправством и полным пренебрежением к закону со стороны действующей власти, называющей себя, кстати, проевропейской, и очень хорошо прикрываются вот этой евроинтеграцией. Под борьбой с российской пропагандой скрывается на самом деле чистой воды цензура, попытка убрать людей авторитетных, опытных, грамотных например, экранов телевидения, потому что я телеведущая, поэтому могу говорить о телевидении. Ну и второе, банальный передел рекламного рынка. Все борются за деньги своими методами. На данный момент закрыто 14 телеканалов. Мы ждем окончания выборов. Еще 4 телеканала могут быть закрыты. Кроме того, закрыты радиостанции, вещавшие, кстати, на языках нацменьшинств, болгарском, гагаузском, русском и, разумеется, соблюдавшие языковую квоту 80% на государственном языке. Кстати, кто закрывает средства массовой информации? Не как было раньше. Суды по заявлению Совета по телевидению и радио, а закрывают у нас некие комиссии, советы, созданные при правительстве.
правительстве. В них входят таможенники, налоговики, представители Национального банка, в общем, все кто угодно, кто понятия не имеет, что такое журналистика. Что делают люди, которых оставляют без права высказывания своего мнения в СМИ? Уходят в соцсети. Это очень беспокоит, кстати, наши власти, и вот сейчас они собираются бороться уже с социальными сетями. Ну, а те, кто остаются, к ним доверие, потому что если тебя не убрали, значит, ты удобен этой власти, значит, есть к тебе недоверие. Получение информации на родном языке – это обычно на всех международных платформах говорят только о том, что это необходимо для сохранения культуры, традиций, языка. На самом деле это социально значимо, это гуманитарная миссия. Для чего это необходимо, мы с вами поняли во время пандемии, во время огромного потока беженцев через Республику Молдова с Украины. Но в Республике Молдова перевод на русский язык, как язык некогда еще межнационального общения, запаздывает официальных документов как минимум на неделю. Во время пандемии, когда сегодня ночью принимается решение, а завтра уже людей штрафуют, это было жизненно важно, но вот наша группа волонтеров занималась этими переводами. Если говорить, да, кстати, дебаты у нас скоро будут, уже начинаются на национальном телевидении. Так вот, в нынешней президентской кампании на общественном национальном телевидении не предусмотрены дебаты ни на одном другом языке, кроме государственного. Мало того, в регламенте написано о том, что запрещено отвечать на других языках нацменьшинств. Кстати, есть очень хорошее исследование, этнобарометр 2020 в 2020 году проведен по заказу ОБСЕ, которые не очень хотят о нем рассказывать в Республике Молдова. Почему? Потому что согласно ему, 91% населения у нас говорит на языках нацменьшинств, включая русский язык. Это не значит, что мы пренебрегаем государством. Мы его знаем, мы владеем, мы гордимся тем, что мы многоязычный народ и полиэтничная. Ну и, кстати, да, если говорить о кодексе о телевидении и радио, который действует, у нас есть квоты, 80%, одни из самых высоких квот на государственном языке. Так вот, все мониторинги, которые проводит Совет по телевидению и радио, у нас проводятся только на соблюдение вот этой квоты госязыка. Никогда не соблюдаются на соблюдение квоты на языках нацменьшинств. Штрафуют, закрывают после этого всех, кого только могут. А самой дискриминируемой частью населения являются дети национальных меньшинств. Ну, здесь, наверное, на такой высокой трибуне о мультфильмах не принято говорить, но я скажу. В Молдавском кодексе об аудиовизуальных медиауслугах предусмотрен тотальный перевод всех мультипликационных и художественных фильмов для детей только на государственный язык. Исключение сделано для Гагаузии. И то не учли интересы болгар, украинцев, русских, всех, кто проживает в этой автономии. Что можно сделать? В принципе, не так сложно. Нужно соблюдать законы. Незачем создавать вот все эти комиссии, советы и прочие рычаги, которые не хотят иметь, кстати, отношения даже некоторые государственные органы власти. Второе, привлекать ко всем изменениям представителей национальных меньшинств активных, а не тех, кто имитирует свою принадлежность, действительно защищающих права национальных меньшинств. Ну и соблюдать, кстати, рекомендации того же ОБСЕ, в Ma'am, could you bring your intervention to a close, please? Вы можете подходить к концу. В общем, я счастлива, что я родилась, живу и буду жить в многонациональном и полиэтничном государстве. Спасибо вам огромное. Thank you. Спасибо. И спасибо за то, что вы придерживаетесь предоставленного времени. Сейчас Гюзельбаш, а потом делегация Чешской Республики. Пожалуйста, Гюзельбаш, вам слово. В первые годы независимости Азербайджана мы верили в западную демократию и объективность западных семей, которые имели для нас чрезвычайно привлекательный имидж, поскольку считались одной из главных основ демократического общества. Но, к сожалению, особенно во время Второй Карабахской войны и после не более заметно правящий подход западных медиа к произошедшему на основе двойных стандартов. Жаль, что кампания против нашей страны на этой почве продолжается в западных медиаресурсах. Мы глубоко сожалеем об этом. Благодарю за внимание. Спасибо за ваше заявление. И теперь делегация Чешской Республики. Уважаемый модератор, я боюсь, что нам не предоставили слово.
простите, уже раньше был голос со стороны Initiative Media Freedom. Добрый день, я представляю организацию из Узбекистана. Мы журналисты проводят расследовательную журналистику в области предпринимательской деятельности в стране. Многие политики за многие годы защиты окружающей среды, а также предприниматели были вынуждены покинуть свою деятельность. Мы должны вокруг нас свобода граждан поддерживается, в то время как в стране у нас с этим есть еще проблемы. И что касается ограничения свободы, это не касается только журналистов и блогеров. Также граждане, которые размещают контент, тоже подвергаются ограничениям. Фонд Initiative Mass Media, мы верим, что мы должны добиться свободы высказывания в Узбекистане, и это можно сделать посредством уважения для верховенства закона. Экспертная группа, которая ведется ЮНЕСКО, может провести оценку индикаторов свободы в Узбекистане, в том числе офисы представителей свободы СМИ, а также независимые организации, внутренние, как и международные. Мы можем проводить обучение для журналистов при партнерстве с USAID. Мы являемся партнером организаций по дискуссиям на темы, которые чувствительны. Mass Media Foundation хочет собирать разные стороны для того, чтобы обеспечить безопасную среду для журналистов. Нам нужны более детальные истории, и мы должны приостановить ограничения журналистов. И все данные должны быть представлены в цифровом объеме. Салам алейкум. Нас попросили комментировать то, что сейчас происходит в Варшаве. Конференцию ОБСЕ, потому что это ежегодная конференция, где соберутся все делегации членов ОБСЕ, также гражданского общества, и обсуждают, что происходит в пространстве ОБСЕ в связи с правами человека, правами меньшинств, религиозной свободой. Иногда нас спрашивают, а в чем толк этой конференции, почему вы, то есть мы представители политической оппозиции, ежегодно присутствуем, участвуем, встречаемся, в чем разве есть какие-то изменения, разве есть результат от этих встреч? Я просто хочу сказать, что те, кто ожидает от таких площадок, от таких встреч, нечто неординарное, нечто очень быстрых результатов, прорыв, да, они разочаруются, потому что никогда в результате мы не получим здесь, прямо на этой конференции. Это площадка, где мы можем обсуждать, встречаться, выстраивать какие-то отношения с дипломатами. Но самое главное достижение, например, достижение казахской делегации, не правительственной казахской делегации, оппозиция гражданского общества, то, что все-таки мы вытеснили официальную делегацию из этой площадки. Уже третий год подряд нет на этой площадке представителей казахского правительства. Раньше они были очень активными, они даже привезли с собой очень много встречных представителей гражданского общества, но они не выдержали.
поскольку нечего здесь сказать, нет аргументов, нет фактов. А здесь говорить о каких-то общих словах, что вот таджикские оппозиции, они все террористы, экстремисты, уже несерьезно. Никто серьезно не принимает это. Более того, они поняли, что поскольку они привыкли всегда говорить с таджикским народом в формате «я прокурор, я следователь, ты обвиняемый», они привыкли в таком формате разговаривать. Через призму прокурор и обвиняемый. А здесь это формат не сложно. Здесь надо говорить фактами, аргументами, надо иметь четкий логику. А правда на стороне оппозиции, правда на стороне таджикского народа. Поэтому они поняли, что эта площадка не для них. Люди третий год отсутствуют. И то же самое, кстати, вот мой друг Руслан Кутаев, он председатель Ассамблеи народов Кавказа. И я, поскольку он первый раз, он сам расскажет, но я хочу сразу сказать, что и российская делегация, где третий год подряд отсутствует, тем более после войны в Украине. И я думаю, что у этих авторитарных режимов сейчас общая практика и общая трагедия, общая проблема. Международные площадки, где можно наравне говорить с оппозицией, они просто потеряли. Они потеряли эксплуатацию. И я думаю, что это единственное, что пока единственный результат достижения, по крайней мере, для российской оппозиции, это российские активисты. Так что вот пока вот такой результат у нас. Я хотел бы, чтобы Руслан дальше продолжил эту мысль. Тебе слово. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Здесь Мухаддин дал достаточно емкую оценку, что происходит на полях сегодняшней конференции. Действительно, идет большой конференции. И повестка дня очень интересная с точки зрения преследования журналистов, правозащитников. Во второй части сегодняшнего пленарного заседания я должен выступать. Я буду говорить о проблемах беженцев. Беженцев в той части тех людей, которые фактически так остались незамеченными, но они имеют большую проблему здесь, в Европе, в качестве. О ком я говорю? Это люди, которые призываются в российскую армию, и это люди, которые мобилизовываются российской армией. Особенно это касается северокавказских народов. Народы Северного Кавказа – это такие комплементарные люди в отношениях Украины и Украины. Они не хотят воевать с Украиной, они не хотят идти на войну, но для того, чтобы их насильно отправить туда, против них за какие-то административные нарушения возбуждаются уголовные дела. Их преследуют их семей, и вот они вынуждены убегать с России, с Кавказа, с регионов кавказских, северокавказских регионов. И вот эти люди, когда приезжают, они проходят тяжелый путь, прилетают в Турцию через какие-то Грузию, Армению, Турцию, из Турции, Хорватию, там, Боснию, Герцеговину. Они очень тяжелый преодолев путь бывает в Европу, и здесь, в Европе, они зачастую находят не понимают. И поэтому я сегодня буду ставить вопрос этой авторитетной организации ОБСЕ, чтобы через них адресовали это Совет Европы, чтобы они приняли какое-то решение, что в отношении призывников, мобилизованных людей, которых помимо их воли насильно собираются и отправляют на войну против Украины и украинцев, этих людей должны принимать, в отношении них должны быть какие-то все-таки смягчения и понимания. И в связи с этим вот как раз сегодняшний мой разговор и обращение будет. Если для того, чтобы они могли дать оценку, им нужно какое-то исследование, нет проблем. Ассамблея народов Кавказа обладает достаточно серьезной научной базой ученых. Мы можем провести исследования в рамках Северного Кавказа, в рамках отдельного разреза регионов, как если есть заинтересованные стороны, будь то Совет Европы, ОБСЕ или ШПС, мы можем такие им предоставить
не скажем, информацию и такие показать услуги. Поэтому, я думаю, это будет на пользу для жителей Северного Кавказа. Не только и в российских, в русских регионах, в Калуге, в Рязани тоже есть молодые люди, которые не хотят воевать с Украиной, не хотят убивать украинцев. И эти люди тоже в равной степени будут входить вот эти инициативы Ассамблеи народов Кавказа, которые мы достаточно последовательно собираемся проводить через все международные институты, европейские, международные, для того, чтобы защитить права этих людей и чтобы к ним относились соответственно и с пониманием. Ислам, наверное, будет своевременно сейчас, используя этот момент, возможность еще раз посмотреть нашими создателями, земляками, чеченцами, которые живут в России, с тобой и с нашими родственниками, организовали чеченцам, другим мигрантам, чтобы они готовятся по локации различные, и чтобы они не стали потому что есть стили, определенные стили, которые в такого момента. Вот вчера показал мне сюжет, где таджики, молодежь с чеченцами, они дерутся с какой-то базы. Я понимаю, что есть какие-то бытовые случаи. Но избегать этого нельзя, молодежь, есть какие-то разгрузки, но ни в коем случае это не должно превращаться в массу общую драку между национальностями, тем более между таджиками и чеченцами, которые всегда уже, по крайней мере, в Советском Союзе, в советские годы, в армии, каждый из нас были сослуживцы, друзья. Меня, например, было очень много чеченских сослуживцев советской армии. То есть так получилось, что самый национализм среди мигрантов в России – это чеченцы и таджики. Из-за этого происходят обычно стычки между таджиками и чеченцами. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу еще раз обратиться к таджикам, считать всех мигрантов, вышедших с Северного Кавказа, Юга, Центральной Азии, своими братьями. У вас общая судьба, общие проблемы, поэтому надо стараться избегать этих моментов, этих недопониманий. Я думаю, что уверен, что Руслан такое же мнение, и он постоянно об этом говорит своим землякам, чеченцам. И я очень рад, что вообще отношение чеченцев к таджикам как своего брата. Да, понимаю, что ко всем должно быть одинаковое, но именно взаимоотношения таджиков и чеченцев, мне кажется, что с каждым годом улучшается. И это, конечно, благодаря тому, что мы все мусульмане, у нас общая исламская культура, исламские ценности. Но я считаю, что задача на нас, политику, тоже иногда напоминать об этом, призывать вас. Так что мы очень надеемся, что вы учтете нашу просьбу, наше мнение, и в дальнейшем мы услышим от вас, от таджиков, от чеченцев, которые находятся в России, только хорошие новости. Самое интересное в тот ролик, о котором Мухаддин говорит, участником чеченской стороны является мой племянник. Я поэтому не сказал. Мой племянник, и там таджики, и он, я вчера с ним говорил, к сожалению, он не был на работе, я хотел и таджиков позвать, чтобы вместе с ними вот посадить их, или стоя, хотел их, честно говоря, и таджиков, и его племянник отругать. Племянника я отругал, ему сказал, немедленно с таджиками встретиться, пожать друг другу руку, обнять, и вы не должны размениваться на каких-то... Да, это были бытовые, там неприязненных отношений не было, просто молодые люди, и что-то там не понравилось, кто-то толкнул.
Неважно. Сейчас обостренно надо в отношении друг друга иметь хорошие отношения. Кстати, к слову сказать, очень авторитетные люди с чеченской стороны и с таджикской стороны принципиально договорились, что в Москве, в России не допустят никаких столкновений именно таджико-чеченских. Это не означает, что это исключительно на таджиков и чеченцев будет закрыто. Нет. Это будет и центральноазиатские народы, и кавказские народы. Мы очень надеемся, что вы откликнетесь по поводу своего племянника, его конфликта. Вопрос закрытия даже не обсуждаю. Я сказал, значит, на этом все закончено, и на этом должно быть пожаты руки, и должны как братья в отношении друг к другу вести. Я вообще говорю в целом, сейчас на высочайшем уровне, на уровне руководителя Следственного комитета Бастрыкина, открытым забралом эти люди свои фашистские, националистические настроения сейчас будут выливать на всех нерусских, а особенно это на мусульман. И поэтому вы сможете выжить только находясь вместе. Вы сможете выжить только когда вы будете понимать. Мне очень приятно было, когда в Краснодарском крае двоих таджиков не по праву обвинили, что они изнасиловали, сначала сказали, потом пытались изнасиловать русских девочек. И когда в отношении них вот этот навет и клевета была, чеченцы и дагестанцы заступились за них, и тогда вот и ФСБ, и АБВГД, и Росгвардия, и МВД, и местное население с граблями и с вилами пошли против них. Пошли против них, особенно их убивают, когда мы, народы исламоисповедующие, кавказские народы, когда мы вместе, когда у нас есть понимание, это их больше всего бесит. И поэтому еще раз я настаиваю на этом, я это буду говорить, вы должны являться друг для друга братом, помощником, другом, который будет всегда приходить на выручку. В противном случае русский фашизм, русский национализм, который разжигается на уровне власти, они хотят выстроить постпутинскую Россию на ненависти и презрении к мусульманам, кавказцам и центральноазиатским народам. Вы сможете выжить и защитить себя только когда вы будете вместе. Поэтому еще раз призываю мы вас. И хотим вас обрадовать. Мы, люди, публичные люди, люди, которые имеют определенное мнение, лидеры влияния, мы не имеем никаких проблем. Мы всегда вместе с друг другом. Мы ежедневно созваниваемся, мы делимся информацией, мы вместе проводим разные мероприятия, и будучи Соединенными Штатами Америки, с европейскими странами, на уровне депутатов парламента, на уровне помощников президентов, заместителей и с другими, мы встречаемся вместе. Мы задачи ставим вместе, и мы отстаиваем интересы тоже вместе. Поэтому, уважаемые наши земляки, поддержите нас. У вас есть хороший пример, наше понимание. Здесь стоят и представители многих народов. Здесь стоят и представители многих народов Центральной Азии. Если здесь мы сейчас с таджиками, с чеченцами стоят, это не значит, что наш круг ограничивается нами двоими. Да, мы имеем достаточно близкие дружественные отношения, братские, но мы со всеми эти отношения поддерживаем. Поэтому желаю вам всем всего самого наилучшего. У вас есть контакты, многие, вы знаете, где мы выступаем. Звоните, пишите, ставьте вопросы. Мы всегда открыты для вас, но мы будем категорически настаивать и будем от вас требовать дружбы, взаимопонимания и поддержки. Те, которые из вас отойдут от этих принципов, мы будем осуждать, и мы будем, откровенно говоря, вас порицать. Это тоже мы должны. Всех благ, всего хорошего. Прежде чем закончить наш вопрос, отталкиваясь от того, что ты сказал, что и на правах дяди имеешь полное моральное, физическое право и своего преемника, правильно очень сделал. Я всегда так скажу, но моих дядей не было.
вот там были таджики. Я скажу, что с учетом того, что Руслан, он не только представитель чеченского народа, он имеет полное моральное право говорить именно таджиков. Почему? Потому что он сам, наверное, почувствовал, как таджики здесь относятся к тебе с уважением. Многие знают тебя, поэтому ты, Руслан, имеешь полное право идти себе моральное право таджикских мигрантов. Таджиков, вы слышите? Да, вот, Я вас буду ругать. если там будут какие-то стычки между таджиками и чеченцами, у Руслана есть полное моральное право вот так не только сказать земляков, чеченцев, племянников, но и таджиков, потому что мы братья, мы не делим друг друга, так что вот такое мнение. Дальше. Я хочу, чтобы вы видели, вот это должно быть всегда и везде. Иншаллах. Я думаю, очень здорово. Удобного для властей Казахстана освещения событий в Казахстане и мире. Таким образом, Токаев лишает граждан Казахстана доступа к альтернативной информации. Призываю страну ОБСЕ, во-первых, потребовать от Казахстана освобождения журналиста Думана Мухаммедкарима и прекращения преследования правозащитников, блогеров и журналистов. Во-вторых, прекратить сотрудничество с Казахстаном и предоставлять разведывательные и полицейские знания для тотальной цензуры в социальных сетях и введения транснациональных репрессий. Предложить Украине помощь в расследовании убийства журналиста Айдоса Садыкова. Предложить гражданскому обществу эффективный механизм для разблокировки и восстановления аккаунтов и архивов в социальных сетях и мессенджерах. Благодарю за внимание. Thank you for your statements. Огромное спасибо за ваше заявление. Делегация Узбекистана, вам слово, затем Совет Европы. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, господин председатель. Я хотела бы отметить, что в Республике Узбекистан проводится большая огромная работа по обеспечению свободы средств массовой информации, доступа к хотела бы особое внимание обратить на то, что недавно было принято постановление президента об улучшении доступа взаимодействия институтов гражданского общества, а также приняты меры по обеспечению открытости государственных органов. Отдельное внимание также у нас введено, что в рамках стратегии Узбекистан-2030 приняты дальнейшие меры по усилению роли средств массовой информации и защите деятельности журналистов. И в настоящее время в нашей стране насчитывается свыше 2349 средств массовой информации, что увеличилось на 60% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, 65% из этого числа составляют негосударственные средства массовой информации. Кроме того, растет количество иностранных СМИ, обеспечивающие доступ к различным аспектам в области прав человека. Отдельный вопрос хотелось бы обратить внимание и на цифровизацию. Если за прошедший год увеличилось количество социальных сетей, и мы знаем, что социальные сети стали важным инструментом доведения до населения важных реформ, происходящих в стране, и с 2016 года количество активных блогеров увеличилось с 50 до 1200, то есть составляет рост на 2400, а количество интернет-изданий выросло с 305 до 738, то есть более чем на 86%. Кроме того, количество пользователей интернет за 5 лет возросло в 2 раза и в настоящее время составляет 21 миллион. И хотелось бы также отметить, что Узбекистан активно сотрудничает с международными организациями, такими как ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, для улучшения состояния свободы средств массовой информации. И при непосредственном содействии специалистов ЮНЕСКО в нашей стране был разработан кодекс профессиональной этики журналистов. Подготовлен проект унифицированного кодекса, информационного кодекса. В этой связи мы выражаем благодарность и БЗИПЧ, ОБСЕ и ЮНЕСКО за те предложения, которые были представлены для усовершенствования данного документа. Спасибо за внимание. Огромное спасибо за ваше обращение.
Теперь Совет Европы, после чего Национальный фонд процветания. Совет Европы, вам слово. Огромное спасибо, господин председатель. Я представляю офис Совета Европы здесь, в Варшаве. Уважаемые дамы и господа, кампания, которую начала в 2023 году Совет Европы, которая направлена на поддержку журналистов, подчеркивает роль журналистики в области поддержания прав человека и свобод. В наши времена мы наблюдаем, что журналисты находятся под угрозой, поэтому точка зрения и акцент международного сообщества очень важны с этой точки зрения. Наша компания не только подчеркивает усугубляющуюся ситуацию журналистов, по отношению к которым применяется цензура, а также преследование. И необходимо подчеркнуть, что свобода выражения мнения и свобода слова находятся в центре ценностей. Говоря про индустрию медиа, применяется клевета по отношению к журналистам. Мы призываем составлять национальные планы действий по улучшению условий работы журналистов. Надо создавать национальные комитеты, которые должны быть функционирующими после завершения нашей кампании Совета Европы. Необходимо защищать права журналистов. Мы призываем страны применять соответствующие инструменты, чтобы не создавались угрозы для работы журналистов, чтобы не было репрессий против них. Некоторые государства приняли определенные действия и стали примером для подражания. Как во время 2021 года было принято решение во время совещания Совета министров. Мы говорим про изменяющийся ландшафт применения цифровых технологий, поэтому надо повышать уровень медиа грамотности среди населения, чтобы они умели отличить объективную информацию от ложной информации. Эти инициативы очень важны, чтобы защищать права журналистов, но это означает защиту права всех граждан на доступ к достоверной информации. Мы напоминаем, что без свободной прессы демократия будет под угрозой. Спасибо. Спасибо за ваше заявление. Теперь я передаю слово Национальному фонду процветания, а потом Общественный фонд Арухак. Пожалуйста, Национальный фонд процветания. Спасибо, господин председатель. Правительства ожидают, что их будут критиковать за ответ за катастрофы в случае каких-то чрезвычайных ситуаций. И действительно, в Казахстане лидеры мнений говорили по телевидению, чтобы критиковать все усилия правительства. Также многие поощряли все усилия правительства. Мы должны обеспечить координированный ответ на эти ситуации, которые создают вызов. Эта конференция не касается изменений климата, а прав человека. И как минимум один голос здесь сегодня от организации, которая нарушала права человека в Казахстане, был выслушан. Мухтар Аблязов, который избег заключения в Казахстане после того, как он похитил 7 миллионов долларов из казахского банка. И он получил... Мухтар Ахмадир, который был обвинен в убийстве, получил по заказу Мухтара Аблязова, был помилован. И судебные решения были названы правильными за освобождение убийцы. И это нарушает ценности правительства. Справедливость должна наказывать тех, кто цинически нарушает закон, совершает преступления.
даже сколько семей лишается возможностей. И брат Южнана Татишева, это показывает, что наказание для преступников не подлежит дискуссии. Это явление пытается скрыться за стеной пропаганды прав человека. И давайте задать себе честный вопрос. Компании, которые ведутся Мухтаром Аблязовым, хотят доказать права человека в Казахстане, или они хотят избежать судебных расследований за похищенные деньги и получить статус беженца? В данном случае, где эта критика? Мы должны принять во внимание критику, прежде чем примем все эти доводы. Сейчас инцидент завершился. Все дело было решено. Садыка, это не индикатор свободы журналистов в Казахстане. Это мировая практика во всех странах. Процессы прокуратуры в Казахстане требуют правовой помощи. Мы предложили сотрудничество Украине. Не было со стороны Украины ответа. Казахстан принял 2015 документ по верховенству закона. Спасибо. Гражданский фонд Арухак, после чего Норвегия. Пожалуйста, вам слово. Казахстана. Меня зовут Бахаджан Таригожина. Моя страна, несмотря на свои обязательства, продолжает политику ущемления законной и важной работы правозащитников, активистов и журналистов. Власти придумывают различные ограничения и причины для подавления инакомыслия, объясняя это необходимость защиты государственных интересов, национальной безопасности, противодействия терроризму и борьбы с наркоманией. В Казахстане на сегодня 23 политических заключенных. Ранее активистов обвиняли в симпатиях к опальному Мухтару Аблязову, как сегодня сказал мой коллега. Но сейчас у нас у власти новая фишка – обвинять в хранении наркотиков на основании секретных свидетелей, которых ни адвокаты, ни сами подсудимые не видели. Буквально на прошлой неделе за наркотики осужден на 10 лет активист Асанали Сюйбаев и получил 5 лет лишения свободы правозащитник Айдар Сыдыков. Ранее был осужден Малик Ахмедкалиев. По сфабрикованным обвинениям в заключении находятся журналисты Думан Мухаммедкарим, Айгерим Тлюжанова, Махамбет Абжан. За публикацию в интернете отбывает наказание Донат Намазбаев. В Казахстане существуют десятки анонимных телеграм-каналов, которые каждый день пишут ложную информацию про чиновников, бизнесменов, политиков, а привлекают к ответственности избирательно. В Казахстане 6 октября, буквально в это воскресенье, состоится общенациональный референдум. В стране идут серьезные дебаты о необходимости строительства атомной электростанции компании Росатомпром. Мы считаем, что Россия должна прекратить войну с Украиной. Мы не согласны со строительством АЭС, потому что это является, по сути, поддержкой Москвы и, следовательно, войны в Украине. Власти не уверены, что получат всенародную поддержку и уже устраивают акции с целью устрашения. Несколько дней назад Комитет национальной безопасности якобы в 8 регионах Казахстана задержал 50 человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группировке. А неделю назад якобы нашли схрон оружия по пути следования кортежа президента Токаева. А вчера мы составляли списки задержанных и арестованных активистов, которые имеют принципиальную позицию против строительства АЭС. Такие новости у нас регулярно появляются перед каждыми выборами. А ситуация с правами и свободами человека с каждым годом в Казахстане серьезно ухудшается. В Казахстане наблюдается стигматизация, маргинализация и изоляция власти от народа.
Я многие годы участвую в данных конференциях. В этом году чувствуется особый дух и особый настрой, и это очень радует. Успехов вам. Спасибо. Thank you for your statement, Mark. Спасибо за ваше обращение. Делегация Норвегии, после чего Set My People Free, освободимый народ. Пожалуйста, господин посол, вам слово. Огромное спасибо, господин председатель. У нас есть полная версия обращения, а сейчас только 3 комментария. Без доступа к достоверной информации нет хорошо функционирующей демократии. Представители СМИ являются ключевыми в предоставлении достоверной информации. Доступ к достоверной информации дает возможность принимать обоснованные решения в своей жизни. Это продвигает общественные дебаты, и это великолепная возможность и инструмент, чтобы бороться с коррупцией и нарушениями со стороны правительства. Использование искусственного интеллекта очень сильно влияет на то, как мы воспринимаем и какой у нас доступ к информации. Это представляет собой вызов не только для уязвимых групп населения, а для всех из нас. Поэтому мы обращаем внимание на то, что надо усилить прозрачность. Необходимо повышать уровень образования, чтобы у молодежи был высокий уровень медиаграмотности и критический подход к информации. Очень важно поддерживать демократию. Профессия репортера, журналиста является, к сожалению, опасной во многих странах. Преступления по отношению к журналистам иногда не расследуются, и виновные не привлекаются к ответственности. Мы призываем государства-участники ОБСЕ, чтобы выполнять свои обязательства по безопасности журналистов. Спасибо за ваше заявление. Сейчас Set My People Free, а потом Legal Media Center. Пожалуйста. Спасибо, господин модератор, дорогие коллеги. Меня зовут Ольга Фахмин. Я работаю с Set My People Free. Я работаю против закона антимусульманского закона. 11 стран санкционировали смертную казнь, и многие инкриминировали вопрос отсутствия вероисповедания. Атеисты, которые не придерживаются этого закона, подвергаются угрозам также со стороны террористических организаций. Также язык ненависти используется в качестве оружия против таких людей. В Швеции существуют разные, несколько блогеров из Бангладеша, которые подвергаются также угрозам. Я хочу тут упомянуть 2 темы. Прежде всего, шаги по криминализации высказываний под давлением террористических мусульманских групп. Таксист, это был таксист убил мусульмана за неуважение к пророку Магомеду. На самом деле он сказал с праздником Пасхи. И таким образом он проявил неуважение к пророку. Вопрос, что имеется в виду, поскольку это выражение просто другой религии или неуважение к данной религии. Но такое убийство уже имеет охлаждающий эффект, и другие боятся высказывать свое мнение. Они приезжают в Европу и не могут высказывать свое мнение. Поэтому мы обеспокоены Данией, которая вводит запрет. Почему он был введен после сжигания Корана? Он был введен, и они используют аргумент
что общественная безопасность является аргументом для запрета на высказывание. И я хочу затронуть дело в Франции. После убийства Самон Пати Франция, вместо того, чтобы изменить законодательство, они обвинили таксиста. И мы не можем ввести этот арбитральный закон, особенно меньшинства. Я хочу тут потом приложить полное заявление. И последнее, что я хочу сказать. Евросоюз сильно стоит за права ЛГБТ, и вы должны также стоять за бывших мусульман, за их право на высказывание, даже если это может оскорблять некоторых. Спасибо. Спасибо. Legal Media Center, после чего делегация Греции. Центр Legal Media. Вам слово. Зовут Гульмира Бержанова, я медиа-юрист, представляю организацию по защите прав журналистов из Казахстана. И первое, о чем я хотела бы здесь рассказать, то закон о масс-медиа, которым немного здесь уже упоминали. Да, в Казахстане принят новый закон о масс-медиа, но на самом деле, что изменилось для казахстанских журналистов? Закон на самом деле абсолютно не новый, он на 80% состоит из старых норм, поэтому говорить о том, что он улучшит положение казахстанских журналистов, мы не можем. Да, возможно, он не сильно ухудшит, но, к сожалению, ухудшать дальше некуда, да, поэтому здесь очень важно об этом говорить, что закон есть, но он не защищает наших журналистов. Более того, я бы хотела обратить ваше внимание на принятые подзаконные акты. Они вызывают у нас большую озабоченность. Это правила аккредитации местных журналистов и правила аккредитации иностранных журналистов. Оба документа, они содержат в себе достаточно широкую формулировку и основания для лишения аккредитации. Здесь действительно ранее до меня выступающий говорил про журналиста, которого приостановили аккредитацию и не пускали в правительство. Да, возможно, на сегодняшний день инцидент исчерпан, но правила остаются, и это как дамоклов меч для казахстанских журналистов. Более того, с начала года 36 журналистов «Радио Свободы», радио «Азатык» не предоставляли аккредитацию. Шел судебный процесс. Сейчас заключено медиативное соглашение с МИДом Республики Казахстан, но тем не менее с условием и принятыми нормами, правилами аккредитации это тоже будет постоянно, угроза будет очевидной для журналистов «Радио Свободы» и для других иностранных журналистов, которые работают в Казахстане. Второй момент – это использование статьи распространения ложной информации для наших журналистов. Действительно, весь мир думает о том, как бороться с дезинформацией, с пропагандой, с фейками, но казахстанское государство, к сожалению, использует статью распространения ложной информации в отношении наших независимых журналистов. Так к ответственности были привлечены журналисты Джамиля Марычева, Нуржан Баймолдин, опять-таки «Радио Свобода». По-прежнему используется инструмент статьи «Клевета». Еще я бы хотела обратить ваше внимание к кейсу журналиста Данияра Адильбекова. Сейчас его обвиняют в ложном доносе и распространении заведомо ложной информации. Журналисту грозит 8 лет лишения свободы. Почему этот кейс очень важен для нас? Ложный донос никогда не применялся в отношении казахстанских журналистов и вообще в практике особо казахстанской. Если сейчас журналиста привлекут к уголовной ответственности, это значит то, что другие журналисты, независимые журналисты будут бояться писать на тему коррупции. Это будет сдерживающим фактором. Мы призываем ваше внимание обратить на этот прецедент. Подобное обвинение впервые, еще раз скажу, используется в отношении журналистов. В завершении я бы хотела сказать, действительно, я сейчас привела ваше внимание только к резонансным кейсам. Ситуация со свободой слова в Казахстане ухудшается. И тому подтверждение рейтинг «Репортеров без границ», где Казахстан, к сожалению, с прошлого года ухудшил свои позиции. Сейчас мы занимаем 142 место. Спасибо. Thank you for your statement. Спасибо за ваше обращение. Делегация Греции. После чего правозащитный дом Тбилиси, Греция. Спасибо, господин модератор. Александр Ставропулюс, Министерство иностранных дел.
Геллинской республики. Греция хотела бы выступить от имени нашей страны. Свобода СМИ очень важна в демократических государствах. Греция поддерживает плюрализм и обеспечивает безопасность журналистов. В течение предыдущих лет мы усиливали хорошие инициативы и совершенствовали законодательство, чтобы улучшить ситуацию СМИ. Хочу обратить внимание на то, что произошло в течение 12 месяцев после предыдущей конференции по человеческому измерению. Мы внедрили директиву Евросоюза, которая касается СМИ. Предоставляются различные меры, чтобы усиливать гражданское общество. И мы получили хорошую оценку со стороны ЕС во время разных мероприятий. Например, также в руководящих принципах ОБСЕ по безопасности журналистов наш пример упоминается в качестве примера передового опыта. Позвольте также сослаться на великолепную работу Центра обучения в Салониках, обучения журналистов. И это курсы обучения, тренинги для журналистов-профессионалов из индустрии СМИ. Начиная с октября 2023 года предпринят целый ряд инициатив, тренинги при сотрудничестве с ЮНЕСКО, например, в июне прошлого года, в июне текущего года. Были также предоставлены тренинги для профессионалов из среды СМИ. Журналисты в Салониках несколько дней тому назад принимали участие в очередном курсе обучения, чтобы усилить их безопасность и чтобы продвигать принципы независимой журналистики. Спецгруппа по проведению тренингов для журналистов и профессионалов из среды СМИ разработан годовой курс для 3 вузов в Греции. Были предприняты также другие меры, например, законодательные инициативы, чтобы улучшить безопасность журналистов. В мае 2024 года было подписано соглашение между правительством Греции и Ассоциацией журналистов Греции, чтобы улучшить положение женщин-журналисток, особенно тех, которые работают в государственных СМИ, чтобы они справлялись с проявлениями какого-то разного рода давления. Греция всегда обращает внимание на свободную среду, и мы гарантируем свободу СМИ, что является важным для демократии и верховенства права. Спасибо. Спасибо за ваше заявление. Теперь правозащитный дом Тбилиси, а потом Movement Democratic National Shuach Democratic Ди Туркменистан. Пожалуйста, Human Rights House Тбилиси, вам слово. Спасибо, господин модератор и панелисты. Меня зовут Надя Тальбаридзе из Human Rights House Тбилиси из Грузии. Несмотря на... بسم الله الرحمن الرحیم. من شاهنامه کریم هستم. این تخلص من است ولی فامیلی اصلی من خودم برای کارش می‌باشد. من امروز با نمایندگی از مهاجران اصول مرکزی صحبت خواهم کرد در موضوع امنیت بگم یا که بخطری ژورنالیست‌ها. من امروز البته صحبت میکنم در رابطه و میخواهم درباره مشکلاتی که امروز با آزادی سخن و برای بخطری خبرنگار و ژورنالیست‌ها در ترکستان تهدید میشود صحبت‌های بکنم. البته که در این 3 دقیقه نمیشود همه سخنها رو و همه صحبت‌ها رو
و همه فکت ها را آورد، ولی من اون چیزی که لازم است و اون چیزی رو که از دربارش معلومات دارم، اون کمبودی که در تاجیکستان بالای ژورنالیستان و نفران آزاداندیش گفته می شود، من درباره آنها صحبت خواهم کرد. با امیدی خدا. Пуганы пропагандой. Ситуация заграничных, иностранных агентов в Грузии становится все сложнее. И сейчас свобода высказывания является сложной. И постоянно проводятся протесты перед парламентом, и 5 протестующих были на забастовке, проводили забастовку, и строгие условия задержания этих протестующих еще осложняют их голодовую забастовку. И права правозащитников, журналистов должны быть признаны странами-участницами. Мы должны усилить свободу высказывания в Грузии. Спасибо большое. Your statements. Спасибо за ваше обращение. Момент демократик, после чего партнерство наблюдателей за климатом. Момент демократик, вам слово. Приветствую участвующих, уважаемые дамы и господа, именем милостивого и милосердного Создателя Аллаха Творца. Мы, граждане Туркменистана, в лице правозащитной организации, оппозиции, или которые участвуют на протяжении многих лет в этой организации и на других организациях, поднимаем проблемы Туркменистана, но, к сожалению, до сегодняшнего дня никаких результатов не пришли. Методы борьбы с народом со стороны властей с каждым днем все усиливаются и усиливаются. Просто мы видим в лице властей не друга и не президента нашей страны, а просто видим врага народа, который реально намерился уничтожить свой народ. И, воспользуясь возможностью выступить на заседании ОБСЕ, я хочу обратиться к вам от лица народа, которых знаю сам лично и которые тоже с нами общаются, многие, очевидно же, секретно, которые долгие годы верили в обещание, что ОБСЕ или там другие организации могут чем-то помочь. И вот уже более 30 лет это продолжается. И мы не можем оставаться в стороне, видя суровую реальность наших туркменских граждан и соотечественников, которые страдают и погибают молча, просто только из-за того, чтобы не навредить ни себе, ни своим родственникам, потому что именно ситуация сталинских репрессий продолжается сегодняшний день в Туркменистане, с каждым днем все хуже и хуже. А также мы выражаем свои страдания, и, конечно же, у нас всегда есть надежда на лучшее будущее. Туркменское государство в лице правительства, которое должно было служить своему народу, на самом деле оказалось на службе Путина, как я не хочу его так называть, и семьи Бердымухамедов. Это стало возможно благодаря тому, что سلام تماشاگران عزیز حالا نشستی سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه دارد سخنرانی ها ادامه دارد و امروز امید است که من هم در این نشست سخنرانی کنم همگی طول 3 دقیقه باید فکر و نظری خودت رو بگویی اکثریت حال اکثرا برآمد کنندگان کسانی که سخنرانی میکنند نمیتوانند در 3 دقیقه سخنهای خود را بگویند. برای همین اینجا گفتند که کسانی که گفتنی‌های زیاد دارند در شکل متن سخنرانی خودشان را
به سازمان امنیت و همکاری اروپا تقدیم کنند و اونها میتوانند در وبسایت خود نشر کنند و حتما ما کوشش میکنیم که و متن بیشتر سخنرانی خود را با آنها بسپاریم تا در وبسایت رسمی سازمان امنیت و همکاری اروپا نظرهای ما نشر شود. با وجود این کوشش میکنیم که در این برآمد امروزه بعضی از گفتنی های خود را به گوش جهانیان برسانیم. چرا میگم به گوش جهانیان برسانیم؟ برای آنکه از تمام کشورها در اینجا نماینده های عضوی سازمان امنیت و همکاری اروپا شرکت دارند و حتما آنها میشنوند شکایت های ما را و همچنین ناظران و همچنین سازمان های بین المللی، سازمان های دفاع حقوق بشر، بلاگران، فعالان جامعه شهروندی در اینجا از همه کشورها حضور دارند. از جمله مخالفان تاجیک نیز در این نشست در کنفرانس امسال خیلی زیاد هستند. از گروه 24 از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یعنی از ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان، هم از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از انجمن آزاداندیشان تاجیکستان، از اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی در اروپا خیلی زیاد دوستان آمده در اینجا میخواهند برآمد کنند، حضور دارند، شرکت دارند و تماشابینان عزیز، اینجا من بار اول در این نشست، در این کنفرانس شرکت میکنم. به نظر من که من بار اول اینجا هستم، این نشست یک جای هست که با اکثر کسانی که نمیتوانند داد خود را به جای برسانند با آنها شانس داده می شود که دادشان شنیده شود و شکایتشان شنیده شود. این به نهایت خوب است و برای همین هم ما از همین کمترین فرصتی به ما داده شده استفاده میکنیم و از این شانس خود استفاده میکنیم و حتما چیزی رو که میخواهیم بگوییم و چیزی رو میخواهیم که تمام جهانیان بدانند و آن را خواهیم گفت. سلامت باشید. Совет Европы, Международный и Европейский фонд USAID, National Endowment for Democracy, они прекратили оказывать такую поддержку, как ранее, потому что они сдались, и вы не должны сдаваться, вы должны помогать независимым журналистам из Азербайджана. Надо увеличить поддержку, а не просто делать заявление, что мы ваши друзья, друзья свободы выражения мнения и СМИ. Совет Европы 9 миллионов евро выдает на поддержку демократии. Все эти деньги идут в правительственное агентство и ГОНГа. Вместо того, Великобритания, Норвегия, другие страны оказывали поддержку. Вы должны помогать, например, в случае расследовательской журналистики, говоря про климатический саммит, мы обращаемся к государствам-участникам ОБСЕ. Прежде чем вы поедете в Азербайджан на этот саммит, обратитесь к Алиеву, чтобы он освободил, по крайней мере, одного заключенного журналиста. Большое спасибо. Спасибо за ваше заявление. Теперь Institute for Human Rights, а потом делегация Канады. Пожалуйста. Спасибо большое. Когда мы обсуждаем критический вопрос свободы журналистов, мы хотим сосредоточиться на вопросах, связанных с вызовами. Ограничение свобод, особенно в Азербайджане, достигло критических уровней, особенно те, кто работают в Азербайджане, находятся в заключении.
среди тех, кто был задержан, находятся 3 женщины. Все являются членами независимых журналистских организаций. Мы замечаем рост незаконной слежки. Многие журналисты стали объектами атак, и многим из них закрывают банковские счета. Они в заключении им не предоставляют основных санитарных условий. Количество политических заключенных в Азербайджане достигло 200, включая журналистов. И мы только предвзятые государственные СМИ имеют право существовать в Азербайджане. Многие независимые организации, журналистские организации и издания заключаются, и им не предоставляется помощь адвоката. Несколько заключенных журналистов начало голодовую забастовку, и они таким образом предприняли шаги привлечения внимания к тому, что происходит в Афганистане. Также и замораживаются их банковские счета, как я сказала раньше, и журналисты, которые дали показания, им заморозили их банковские счета, и теперь члены их семьи не имеют финансовых средств на выживание. И мы приглашаем вас на сайт Ивент завтра в 8:30 в Крулевский, зал Крулевский. Мы хотим привлечь к ответственности правительства Азербайджана за нарушение прав человека. Пожалуйста, высказывайтесь против их действий и требуйте освобождения журналистов. Мы должны предоставить поддержку правозащитникам, которые работают в Азербайджане, а также за ее пределами. Спасибо. Спасибо. Мы видим, что 3 минуты – это очень мало времени, но не говорите слишком быстро все-таки. Спасибо. Делегация Канады, после чего делегация Нидерландов. Канада, вам слово. Свобода выражения мнений, свобода СМИ, свобода собраний, объединений – это важные права человека. Это ключи с точки зрения демократии. У всех должно быть право объединяться во время мирных собраний и объединений и иметь свободу выражения критических замечаний под адресом правительства. Свобода СМИ означает, что можно свободно обмениваться мнениями и взглядами, что является основой демократии. Государства-участники ОБСЕ многократно поднимают этот вопрос для улучшения демократии, мира и безопасности. Тем не менее, в многих уголках региона мы наблюдаем преследование представителей гражданского общества и журналистов. Необоснованная жестокая агрессия, война России против Украины связана с репрессиями по отношению не только к другим людям, но также к собственным гражданам. Нет возможности высказывать критические замечания по адресу правительства или критиковать войну. Принимаются ужасные жестокие законы, которые ограничивают свободу СМИ в Крыму и других временно захваченных территориях на территории Украины. Правозащитники и инакомыслящие находятся под угрозой заключения и других видов наказаний. Ситуация в Беларуси выглядит столь же ужасно. Начиная с выборов 2020 года режим Лукашенко применяет жестокие репрессии по отношению к собственным гражданам.
имеется много политзаключенных. Канада призывает к освобождению всех этих произвольно задержанных в Беларуси и России. Тех всех, кто задержан и находится в тюрьме или в колониях в других странах региона ОБСЕ. В контексте отсутствия безопасности многие государства, участники ОБСЕ, находятся под угрозой киберактивности. Надо найти такие меры, которые будут защищать наше общество от языка ненависти и дезинформации. Должно быть здоровое пространство для обмена мнением для правозащитников и журналистов. Кроме того, что мы хотим построить длительный прочный мир в нашем регионе, это связано также с поддержанием основных свобод и прав. Спасибо. Спасибо за ваше заявление. И теперь я передаю слово делегации Нидерландов, а потом делегации Азербайджана. Пожалуйста, Нидерланды, вам слово. Спасибо, господин председатель. Нидерланды подтверждают заявление Европейского Союза. Свобода выражения – это одно из основных свобод и прав наших обществ. Для нас важно высказываться. Это позволяет нам высказываться за наши другие слова. И мы хотим выразить благодарность всем тех активистам, журналистам, организациям и сотрудникам СМИ, которые говорят за то, чтобы наши права были защищены. Многие из вас каждый день работают для того, чтобы наш континент был более безопасным местом. Вы освещаете те вопросы, которые важны для нас всех. И это вызывает все большие риски для безопасности и жизни вас и ваших семей. Это неприемлемо. Существует беспокоящая тенденция повышенных рисков за такую деятельность. Это идет, противоречит правам человека, и правительства этого боятся вашей правды. Мы поддерживаем вас за вашу основную работу в области прав человека, даже когда власти не всегда хотят это слышать, и особенно, когда власти не хотят этого слышать. В наших обществах нам нужны независимые СМИ, и мы должны ввести приоритеты в нашу деятельность, поскольку права человека используют и цифровые технологии, и работу онлайн. Многие из вас работали над пониманием техники в области основных свобод. Вот, например, свобода высказывания, которая требует права на получение и обработку информации без препятствий. Была разработана технология, онлайн-технология, которая способствует этому. И так мы можем использовать технологию как каталист для получения устойчивых результатов и предотвращая злоупотребление информацией. Спасибо большое. Thank you for your statement. Большое спасибо за ваше выступление. Делегация Азербайджана, после чего новостной канал Каракалпакстана. Азербайджан. Огромное спасибо, господин модератор. Свобода выражения мнения и свобода СМИ – это высочайший приоритет для правительства Азербайджана. По Конституции Азербайджана у всех есть свобода выражения мнения, и эти права защищаются также дополнительными гарантиями в законе о СМИ и других законах Азербайджана. Сотрудничество с организацией ОБСЕ
поддерживает осуществление этих целей. Вовлеченность в реализацию обязательств по человеческому измерению возможно только если мы на этом сосредоточим внимание. Имеются, например, уголовные разбирательства по отношению к некоторым индивидуалам, но представители СМИ не преследуются за выполнение своих профессиональных обязанностей в Азербайджане. Тем не менее, надо вести себя осторожно, когда мы наблюдаем такого рода подходы, чтобы никого не дискриминировать. Надо строить общество, основанное на медиаграмотности и знаниях, потому что информация может использоваться в рамках выражения взглядов по отношению оккупированных территорий, где нарушаются международные законы и право. Кроме медиаграмотности и профессионализма, необходимо соблюдать этические правила, как было сказано в Брюсселе и Мадриде и в принятых брюссельских и мадридских решениях. Журналисты, которые освещают вооруженные конфликты, изменение климата, постоянно находятся под угрозами, например, могут подвергаться произвольному задержанию. 9 азербайджанских журналистов были убиты только из-за того, что они освещали вооруженный конфликт. Есть целый ряд других проблем, что когда журналисты выполняют свои профессиональные обязанности в постконфликтных ситуациях, они тоже могут пострадать от разного рода проблем. Софийский документ 2004 года обращает внимание на то, что надо продвигать взаимопонимание, диалог, терпимость, и также с использованием СМИ, что очень важно во время мер реабилитации и восстановления после вооруженного конфликта. Спасибо. Спасибо за ваше заявление. Теперь я передаю слово Каракалпакстану, новостному каналу, а потом НПО РНЛ. Пожалуйста, Каракалпакстан, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я Карлибай Бекмуратов, новостной канал Каракалпакстана. Сегодня я хочу привлечь ваше внимание к суровой и тревожной реальности подавления СМИ в Узбекистане, особенно в суверенной республике Каракалпакстан. Систематические репрессии правительства против журналистов и правозащитников – это не только нарушение основы свобод, но и атака на принципы правды, прозрачности и справедливости. Журналисты, которые осмеливаются сообщать о событиях 2022 года, подвергаются жестким наказаниям. Пример тому Мустафа Турсунбаев и Саламат Сейтмуратов. Их арестовали ложным образом, обвинили в вымогательстве и коррупции и приговорили к 5 годам тюрьмы. Их арест в конце 2023 года, который стал известен лишь несколько месяцев спустя, демонстрирует, насколько крепко правительство держит контроль над информацией в Каракалпакстане. Это не единичный случай. Другие журналисты подверглись аналогичным преследованиям и пыткам. Бахтияр Кадырбергенов, блогер, который освещал протесты 2022 года, был приговорен к 7 годам тюрьмы по сфабрикованным обвинениям в организации массовых беспорядков и сопротивлении властям. В заключение ему сломали ноги. Его YouTube-канал, никогда являющийся источником независимой журналистики, был удален правительством. Главный редактор газеты Ахмангыт Таңы Абдумалик Хожаназаров и главный редактор газеты «Эл Хизметінде» Есимхан Ханатов также были приговорены к 5 годам домашнего ареста за разжигание беспорядков, просто за выполнение своей работы. Я призываю международное сообщество к срочным действиям. Каракалпакские журналисты должны быть немедленно освобождены.
Мир не может спокойно наблюдать, как узбекское правительство заставляет замолчать журналистов, заключает в тюрьму. Тех, кто говорит правду и превращает Каракалпакстан в регион, где запрещена истина. Спасибо за внимание. Спасибо за ваше заявление. Теперь НПО РНЛ, а потом Международные партнерства по правам человека. Пожалуйста, РНЛ, вам слово. Здравствуйте, уважаемые участники конференции. Я хочу сегодня обратить внимание ваше на ситуацию в Узбекистане, особенно в Каракалпакстане, где фундаментальная свобода не просто отсутствует, но и систематически жестоко подавляется. В стране, который заявляет о прогрессии в области прав человека, мы продолжаем наблюдать печальную и тревожную реальность, прямое отрицание свободы слов, преследование журналистов и подавление тех, кто осмеливается говорить правду властей. Ярким примером этого является дело Исымхана Ханатова, журналиста газеты «Ел Хизмети». Его преступление заключается в том, что он сообщил правду о протестах в Каракалпакстане в 2022 году и передал эту информацию международным средствам массовой информации. За это он был уголовно преследован, заключен под стражей и лишен голоса. Это случай не единственный инцидент, а часть широкой стратегии узбекского правительства по душению независимых средств массовой информации и инакомыслия, особенно тех, кто общие нарушения прав человека в Каракалпакстане. Арест журналистов, таких как Канатов, это не просто нарушение внутреннего законодательства, но и прямое нападение на международные стандарты в области прав человека, включая право на свободу выражения мнения, закрепленное всеми декларациями прав человека, международным пактом о гражданских и политических правах. Журналистика – это не преступление, но в Узбекистане, правда, превратился в опасный акт неповиновения. Более того, мы наблюдаем опасную тенденцию, когда узбекские правительства привлекают к ответственности и заключению в тюрьму людей лишь за осуществление их права на свободу выражения в интернете. Все больше людей обвиняются в оскорблении президента в социальных сетях. Это расправление и широкое обвинение, которое может привлечь за собой до 5 лет лишения свободы. Это уголовное преследование за свободу слова не только нарушает международные нормы, но и является намеренным тактикой, направленной на заглушение и подавление критических голосов. В Каракалпакстане ситуация еще хуже. Люди лишены не только прав высказывания, но и цель сообщества систематическое лишение возможности делиться своими историями с внешним миром. Жестокие репрессии против протестующих в июле 2022 года, мирная демонстрация столкнулась с военным силам, сопроводившейся информационной блокадой. Журналистика становилась мишенью, связь ограничивался, и правительство прилагал все усилия, чтобы мир не услышал крик каракалпакского народа. Это нарушение не только прав человека, но и человечества. Когда правительство затыкает рот журналистов, когда они криминализируют свободу слова, когда они применяют силу для подавления мирного выражения мнения, оно подавляется не только отдельным людям, но и самым истинным, прозрачным и справедливым. То есть свобода выражения мнения – это основа любого общества, которое заявляет о своей демократичности. И все же в Узбекистане эта правда практически уничтожена, особенно для каракалпакского народа. Я призываю международное сообщество призвать Узбекистан к ответственности за эти нарушения. Мы не можем стать в стороне, пока журналистика, такие как Исымхан Ханатова, наказывает лишение свободы за выполнение своей работы. Мы не можем принять систему, где правда касается уголовных обвинений. Мировое сообщество должно требовать освободить всех
несправедливо заключенных журналистов и правозащитников, настаивая за восстановление фундаментальной свободы для всех журналистов Узбекистана, особенно в Каракалпакстане. Спасибо. Спасибо за ваше заявление. Теперь международное партнерство за права человека, а потом европейская молодежь Украины. Пожалуйста, международное партнерство за права человека, вам слово. Елена Статник, добрый день. Я являюсь представителем Ассоциации реинтеграции Крыма. Позвольте мне подчеркнуть, что российская агрессия против Украины и попытки аннексации Крыма, а также 4 регионов Украины включают полные репрессии против журналистов, а также правозащитников. Как наша ассоциация информировала специального докладчика ООН, доктор Ирен Кан, за ее отчет журналисты в изгнании. Такие репрессии против крымских журналистов включают преследование против тех, которые были переселены, и тех, кто мигрировал, с примерами долгосрочных политических репрессий и российской дискриминации против эксперта нашей ассоциации, доктора Бориса Бабина, члена Национального союза журналистов Украины. Все цифровые и интернет-медиа, которые вещают в Крыму, который оккупирован Россией, а также в оккупированных регионах Украины, нелегально контролируются российскими властями, и они используются для упрощения задач России в конфликте против Украины, в том числе призывы к геноциду и язык ненависти. С марта 2022 года местные журналисты в частях Херсонской и Запорожской области в Украине, которые сейчас оккупируются Россией, подвергаются полным репрессиям и лишаются свободы российскими оккупантами. И журналисты украинского происхождения, а также крымские татарские блогеры и активисты подвергаются репрессиям в Крыму нелегальными российскими властями, а также их карательными структурами. Также Крым стал местом для нелегального заключения и принудительных исчезновений украинских блогеров и журналистов, которые были похищены российскими оккупантами из Херсона и Мелитопола. Россия блокировала возможность для украинцев, которые находятся на оккупированных территориях, получать информацию от независимых СМИ и коммуницироваться без нелегального вмешательства в их личность, поскольку интернет контролируется Россией, а мобильные операторы находятся под полным контролем российского режима, а также их военных и специальных сил. Наша ассоциация проинформировала Международный союз по телекоммуникации о вызовах, которые были созданы российской агрессией в сфере телекоммуникаций. По заявлению правозащитных центров, 14 украинских журналистов сейчас находятся за решеткой под контролем России, включая случаи в Крыму, который оккупируется Россией. Также спасибо большое и, пожалуйста, помогите нашей свободе слова. Украина выступает за свободу. Спасибо за внимание. Thank you for your statement. Спасибо большое. Осталось 20 минут. И потом 5 минут на заключительное выступление.
То есть, может быть, еще 5 выступающий будет обращаться к нашим участникам, так что очень извиняемся, но не все успеем. Если кто-то не успеет выступить с обращением, то, пожалуйста, разместите свои обращения в режиме онлайн. Университет имени Мари Кюри Складовской в Люблине. После них Джаз Пикир. Итак, представитель университета Марии Кюри Складовской. Do we have the University Marie Curie in town? Если представитель университета имени Марии Кюри Складовской нет, то я спикер. Вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги и участники конференции. Я, как гражданин Каракалпакистана, хочу рассказать про свободу слова в стране Каракалпакистан. Блогерам и журналистам и тому подобным организациям уделяется пристальное внимание и увеличивается количество пользователей в социальных сетях. Журналисты и блогеры проводят свободные исследования. Далее, выражая свое свободное мнение, хотел рассказать про внешние экономические связи Каракалпакистана. Позитивные сдвиги отмечаются во внешнеэкономической деятельности Каракалпакистана благодаря созданным льготам и преференциям и для иностранных инвесторов за последние несколько лет увеличилась численность предприятий и иностранным капиталом. В настоящее время предприятия с участием иностранного капитала действуют во всех районах и городах НУКУС. Благодаря этому и в разы вырос экспертный потенциал Каракалпакистана, среди которых немаловажную роль играют предприятия с иностранным капиталом. После пандемийного 2020 года наблюдается рост внешнеторгового оборота Каракалпакистана, который составил в итоге первых 8 месяцев текущего года 26,2%, точнее 415,4 миллиона долларов США. При этом в результате принимаемых мер быстрыми темпами растут объемы экспорта, который в текущем году вырос на 32,2%, точнее 254,4 миллиона долларов США. Спасибо за внимание. Thank you for your statement. Спасибо за ваше обращение. Карабахское отделение Узбекистанской организации для детей и семей. Модератор, добрый день, дорогие участники конференции. Я Бигжанов Азат, представитель Карабахского республиканского отделения Ассоциации поддержки детей и семей. Мы, как ННО по правам человека, хотели бы отметить, что в Узбекистане, в том числе и в Карабахстане, нет никаких ограничений, как вышеуказанный мой коллега в своем выступлении говорил, нет никаких ограничений для деятельности журналистов и блогеров, ведущих свою деятельность на основе установленных законов и нормах. В регионе давно уже действует свобода слова для представителей СМИ и гражданского общества, которое закреплено нашей Конституцией. В настоящее время в нашем регионе огромное внимание уделяется социальным слоям всего населения. Исходя из вышеизложенного и функций нашей организации, я бы хотел отметить, что правительством уделяется особое внимание поддержке всего народа Карабахстана. В регионе действует система Махалля, уникальная форма местного самоуправления, основанная на традиционных нормах и взглядах, а также на исторических и культурных особенностях страны. В Карабахстане в настоящее время существует 452 махаллей, которые играют важную роль в социальной структуре и культурной жизни общества и способствуют укреплению общинных связей и оказанию социальной поддержки. Специальным решением
руководителей страны в 2023 году был образован фонд по поддержке Махале при Совете министров Республики Карабахстан, которым были выделены средства в каждый из 452 сходов граждан Махале Карабахстана по 500 миллионов суммов, в общей сложности 228 миллиардов суммов. Руководителем страны во время визита в Карабахстан 19-20 августа текущего года было обозначено, что Карабахстан – важные ворота нового Узбекистана. Это подтверждает то, что Карабахстан является стратегически важным регионом Узбекистана. Принято специальное постановление президента Республики Узбекистан о широком праздновании 200-летия выдающегося карабахского поэта и мыслителя Ажиняза Косубай-Улы. Ажиняза Косубай-Улы, живший в 19 веке, является гордостью и занимает важное место в культуре и литературе Карабахстана. Также большое внимание уделяется вопросам поддержки женщин. В целом, исторически в нашем менталитете к женщинам всегда отводилось особое почтение и уважение. На сегодняшний день около 4000 женщин осуществляют свою деятельность в качестве руководителей и в различных сферах. Особо следует затронуть заботу о наших гражданах пенсионного возраста и лицах с ограниченными возможностями. К примеру, для граждан пенсионного возраста, лиц с ограниченными возможностями Карабахстана внедрена система предоставления 50% льгот на железнодорожную и авиабилеты. В результате за последние 2 года железнодорожными льготами, тарифами воспользовались более чем 50 тысяч и тарифами на авиабилеты более чем 6 тысяч граждан Карабахстана. Стоит отметить, что Карабахстан представляет собой уникальный пример многонациональной и многогранной культуры, сформировавшейся под влиянием различных этнических групп и исторических событий. В регионе проживает в результате многонациональная среда представляет собой смешивание различных традиций, праздников, обрядов, народных промыслов, камерно-кулинарных традиций. Особо хотелось бы отметить, что дружественные, родственные и чисто человеческие отношения между представителями различных национальностей и культур в Карабахстане. В декабре 2020 года в послании президента Республики Узбекистан... Завершайте, пожалуйста. Спасибо. Внимание. Thank you. Спасибо. Национальный альянс Таджикистана, а после этого центр Нойла из региона Навой. Участников и уважаемые делегаты. Сегодня я выступаю перед вами не только как наблюдатель, но и как журналист, посвятивший свою работу освещению нарушений прав человека. Я Шарипов Шавкат Джон, известен как Шавкати Мухаммад, политический беженец, вынужденный покинуть свою страну Таджикистан из-за преследований за мою журналистскую деятельность и убеждения. Но, к сожалению, история несправедливости продолжается. Мой брат Шарипов Аслидин, занимавшийся строительством в России в качестве трудового мигранта, не имел политической активности. Однако в сентябре 2022 года он был арестован российскими властями по запросу Таджикистана. Его экстрадировали в октябре 2023 года после более года содержания под стражей. После этого он исчез. Родственникам, пытавшимся его найти, угрожали арестом за сотрудничество с террористами. Только месяц назад радио Озоди, радио Свобода, сообщила, что в марте 2024 года моего брата приговорили к 12 годам лишения свободы. Однако наша семья до сих пор не знает, где он находится. Этот переговор – акт возмездия за мою журналистскую деятельность, направленную на разоблачение нарушений прав человека. Вина моего брата заключается лишь в его родственных связях со мной. Эта практика наказание родственников за действия другого человека нарушает основные принципы права, закрепленные в международных документах, таких как Международный пакт о гражданских и политических правах. В Таджикистане такие случаи не редкость. Преследование родственников стало средством давления и критиков власти. Аресты, пытки и конфискация имущества
применяется к невинным людям только из-за их связей с политическими активистами. Мой брат лишь один из многих пострадавших от этой несправедливой системы. Это подрывает доверие к правосудию и создает атмосферу страха в обществе. Сегодня я призываю государства-участников ОБСЕ БДИПЧ обратить внимание на эту проблему. Необходимо усилить международный мониторинг и оказать давление на режимы, использующие коррективные наказания. Мы должны вместе прекратить эту практику и вернуть надежду на справедливость. Право на справедливый суд и защиту – фундаментальное право каждого, независимо от убеждений или связей. Мы не можем молчать, когда невинные страдают. Международное сообщество должно действовать, чтобы защитить эти права. Спасибо за внимание. Thank you for your statements. Спасибо за ваше обращение. Мониторинговый центр социальной поддержки и правового содействия из региона Нойда, а после этого anhor.uz. Это будет последнее выступление. Господин модератор и дорогие участники, у нас в Узбекистане еще есть, вот в Узбекистане, где веками проживали представители различных национальностей, религий, исследователи, отмечает процесс взаимообогащения культур и объединения народов в единую семью. 16 религиозных конфессий, более 130 национальностей активно вносят свой вклад в развитие нового Узбекистана. Государственная политика Узбекистана в области межнациональных отношений направлена на обеспечение равенства граждан перед законом, укрепление единства многонационального народа, межнационального согласия и развитие дружественной связи с другими странами. Для достижения поставленных целей важно совершенствовать механизмы взаимодействия государственных органов, общественных институтов, а также укреплять чувство единства, взаимопонимания между различными народами, проживающими в республике. Особое внимание уделяется воспитанию молодежи в духе толерантности и любви в родину. Под руководством президента Шавкат Мирзиёева в Узбекистане была создана система по обеспечению межнационального согласия, что возглавило повысит отношения на новый уровень. Это изменение также способствует установлению конструктивного взаимодействия с Центральной Азией. Укрепление межнационального согласия считаем важным фактором развития нового Узбекистана. В Узбекистане созданы правовые механизмы, обеспечивающие равные права и свободы для представителей 16 религиозных конфессий, более 130 наций и народностей, проживающих в стране. Конституция закреплена уважением к языкам, обычаям и традициям различных сообществ. В результате изучения зарубежного опыта усовершенствованы более 45 концептуальных документов по правовому регулированию межнациональных отношений. Президент Шавкат Мирзиёев создан комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям, который активно сотрудничает в различным культурным центрам и обществам, способствуя согласно и развитию дружественных отношений. В стране ведутся и радиопередачи на 12 языках, издаются газеты и журналы на 14 языках. Обучение в более чем 10 тысяч государственных школах осуществляется на нескольких языках, включая узбекский, каракалпакский, таджикский, туркменский, киргизский, казахский. Центр народной дипломатии. У нас концепция государственной политики в сфере сотрудничества с соответственником, утвержденная президентом в октябре 2018 года, способствует укреплению связи и повышению сотрудничества. Подписано более 45 меморандумов с организациями за рубежом. Вот наш центр социальной поддержки правовой пропаганды мониторинга
Центр является неправительственной организацией, не имеющей долю руководящих органов, организованной на основе отдельно независимых инициатив, работающих с органами местного самоуправления в рамках закона, в рамках социального партнерства и общественного контроля. Завершайте, пожалуйста, свое выступление, потому что времени уже нет. Thank you. I'm sorry to interrupt you. Огромное спасибо и прошу прощения, что я прервал. Теперь последнее обращение. anhor.uz. Вам слово. Уважаемые участники, я журналист из Узбекистана, главный редактор Анхорус, и хотела сегодня бы осветить проблемы, с которыми сталкиваются средства массовой информации в Узбекистане. Медиа в стране продолжают сталкиваться с серьезными вызовами, которые сдерживают их развитие. И одной, по моему мнению, из основных проблем является финансовая неустойчивость средств массовой информации. Экономика Узбекистана после долгой стагнации динамично развивается, однако рекламный рынок Узбекистана все еще ограничен, и большинство средств массовой информации по-прежнему основывают и работают исключительно на рекламных доходах. И этого не хватает для качественной журналистики. Это делает их финансово уязвимыми и не обеспечивает устойчивости, особенно на фоне быстро меняющихся условий цифровой трансформации. Вдобавок в Узбекистане зафиксированы случаи злоупотребления среди блогеров и даже журналистов, когда публикация или угроза публикации негативных материалов используется в качестве инструмента шантажа и запугивания со стороны журналистов. Причина та же – финансовая неустойчивость, неумение монетизировать, не нарушая этических норм. Таких случаев немного, но они, увы, уже есть, и можно говорить даже о тенденции. Это подрывает доверие к журналистике, нанося ущерб не только репутации блогеров, но и медиасообщества в целом, что усугубляет проблему с качеством информации. Эти проблемы создают замкнутый круг, где финансовая нестабильность подрывает развитие медиаотрасли. Я хотела бы обратиться к тем организациям, которые заинтересованы в развитии журналистики и свободы слова в Узбекистане, к тем, чья деятельность направлена на развитие медиа в Узбекистане. Международное сообщество может оказать поддержку в развитии медиа-менеджмента, профессиональных и этических стандартов, поскольку только устойчивые медиа могут быть независимыми и делать качественную журналистику. Спасибо. Thank you very much for your... Спасибо большое за ваше обращение. Большое спасибо всем за ваше выступление. Прошу прощения, что нам и так у нас не было так много времени, но 48 выступлений мы успели выслушать. Так что огромное спасибо вам за участие. А теперь заключительное слово предоставляется нашим докладчикам. Огромное спасибо. Хочу поблагодарить и поздравить вас всех с вашими выступлениями. 48 человек выступало. Никто не сказал, что надо ограничить свободу слова и выражения мнений. Это отлично, что есть у нас консенсус. Даже представители стран, в которых существуют репрессии, поддерживали идею свободы слова. И почему всюду такая плохая ситуация с свободой слова? Это моя вторая конференция в ДИПЧе в этом формате. И я вижу, что представители не правительства выступают интереснее всех. Наверное, вы заметили, что выступали делегаты из Молдовы, они сделали великолепную работу. Я считаю, что цензура не должна существовать. Делегация Кыргызстана, к сожалению, уже отсутствует за этим столом и не высказали свою точку зрения насчет того, как улучшить ситуацию. Каковы выводы? Репрессивные, недемократические государства великолепно делают вид, что они демократия. И их делегации потом говорят о свободе слова. Почему? Взглянем на Россию.
Кыргызстан, Грузия, Украина, Беларусь используются как инструменты в достижении своих целей. Это все благодаря тому, что у них есть ресурсы, они пытаются получать ваши деньги, олигархи и чиновники России хотят, чтобы их дети обучались в западных странах и ездили на лыжах в Альпах. Перед войной в Украине Медведчук получил огромное количество денег, чтобы распространять российскую пропаганду в Украине. Украине повезло, что он просто украл все эти деньги. И, к сожалению, теперь мы столкнулись с ситуацией полномасштабной войны в Украине. Россия использует те инструменты, которые должны использоваться гражданским обществом для того, чтобы осуществлять свои репрессии. Но мы видим, что Путин неправильно оценил риски. И если Европа сдастся и преобразуется в общий хаос или начнется фашизм и нацизм, мы все проиграем. И Кыргызстан, после того, что я выслушал во время этого форума, дорогие европейские коллеги, оставайтесь в безопасности и отдавайте себе отчет в том, какие угрозы перед нами стоят. Спасибо. Спасибо большое за Ринат, за ваше терпение. Спасибо вам всем. Я завершаю заседание и желаю вам приятного обеденного перерыва. Yes, no, that's Добрый день, делегации ОБСЕ. Добрый день, делегации ОБСЕ, так как сегодня мы не успели выступать в четвертом сессии по правам человека и именно по правам журналистов, я хочу обращаться здесь, в кулуарах, где проходит саммит ОБСЕ. Я Ильхомджон Якубов, руководитель Ассоциации мигрантов Центральной Азии. Хочу привлечь ваше внимание к одному из самых важных и чувствительных вопросов в области прав человека в Таджикистане. Несмотря на серьезную критику со стороны международных правозащитных организаций, власти в Таджикистане не только продолжают, но усиливают ущемление основных прав и свобод человека в Таджикистане. Это просто стало нормой для Таджикистана и никого уже не удивляет. Те, кто не готов мириться с такой нормой, журналисты, блогеры, подвергаются репрессиям в первую очередь. Правительство Рахмон установил для них красные линии и ограничения, запретные темы и сферы. Одним из этих ограничений является запрет на критику президента Рахмона, его семьи и также всех чиновников. Не только за критику, но даже и за те критики порядков, которые за 32 года установил Эмомали Рахмон. Журналисты будут лишены аккредитации, избиты неизвестными и брошены в тюрьме. Сегодня целый ряд известных и популярных журналистов находятся за решеткой. Одна из них лишена свободы только за критику коррупции представителей власти Таджикистана или члены семьи Эмомали Рахмона. Это Сайфулло Хикматулло Зода,
عبدالله غربتی، دلیر امام علی، عبدالستار Пир Мухаммадзода, Завхебек Саид Амини, и также писатель Абдулкадир Рустам. Другие без всяких оснований подозреваются в подрывной антиправительственной деятельности и получили большие тюремные сроки и даже пожизненные заключения, такие как Улфат Ханум Мамадшоева, Махмад Али Хаид, Ахмаджой Комилзода, Рахматуллой Раджаб и Абдулкахори Даулат. Преследование за инакомыслие приобретает все более широкий и бессмысленный характер. Не только журналисты, но и любой гражданин, который нелестно отзовется о Рахмоне в социальных сетях или просто лайкнет критические высказывания, будет отправлен в тюрьму. За последние годы около 15 граждан Таджикистана на примере Бегмурод Холов, Алиджон Шарипов, Джамшед Хамидов были отправлены в тюрьму только за то, что неосторожно поставили лайк в социальных сетях или в Фейсбуке. С этим мы обращаемся к вам, не уставая продолжать добиваться от властей Таджикистана и требовать освободить вышеназванных журналистов. Второе. Потребовать от правительства Таджикистана соблюдать свои международные обязательства и предпринять действия по их выполнению внутри страны. Мы только это предлагаем вам и совместно предлагаю узаконить или сделать так, чтобы свобода слова в Таджикистане оживилась. Спасибо за внимание. И это видео, я надеюсь, вам отправлю, и вы посмотрите, и все наши предложения, и все наши проблемы о журналистах, о прав человека, и надеюсь, будете ответить нам. Анекдот шумо ба тамошобинони паймонла чӣ гуфтанӣ аст? Салому алейкум, тамошобинони канали Паймондар. Хеле ки шумо хабардор доред, мо ду рӯз ин ҷониб дар саммити Созмони амният ва ҳамкории Аврупо қарор дорем. Имрӯз мавзӯи хеле муҳим буд дар бораи ҳуқуқи рӯзноманигорон, ҳуқуқи блогерон ва ҳуқуқи онҳое ки бо расонаҳо кор мекунанд ва талабгор барои гузориш додан, талабгор барои баромад кардан дар сессии алоҳида буданд, зиёда аз 60 нафар буданд ва танҳо аз намояндаи Паймони Миллии Тоҷикистон Шавкати Муҳаммад баромад кард ва пешниҳодҳои худро гуфт. Аммо ки мо дар листи резерв будем, афсус ки баромад карда натавонистем, чун навбат ба мо нарасид. Вале ба ҳар ҳол мо хеле ки шумо дар ин ҷо дидед, мо мушкилотҳои журналистон ва блогеронро дар ин ҷо гуфтем ва умедворам ки бо ҳамин наворе ки дар ин ҷо шуд, мо онро омода мекунем ва ба дабири Созмони амният ва ҳамкории Урупо ба корҳои расонавӣ мерасонем. бубинед ки дар ин ҷо зиёда аз 200 ё 250 созмонҳои ҳуқуқӣ иштирок доранд ва дар ҳама мавзӯъҳо баромад мекунанд. Ҳоло пас аз зуҳр мавзӯъ дар бораи муҳоҷирин, мавзӯъ дар бораи озодӣ, мавзӯъ ҳамчунин дар бораи свободное передвижение ва ҳамчунин торговля людьми бо забони русӣ, афсус ки бо забони тоҷикӣ ҳам ба ёдам наомадаст, гуфтани торговля людьми ва передвижение, свободное передвижение аст ва мо дар ин ҷо ҳам сабти ном шудем ва бубинем ки он ба кадом тартиб рақамгузорӣ хоҳем шуд ва дар яъне бо ҳамин тартиби рақамгузорӣ бояд баромад кунем. Иншааллоҳ ман умедвор ҳастам ки муваффақ хоҳем шуд ки дар дигар мавзӯъҳо суҳбат кунем ва мушкилотҳои мардум ва миллати Тоҷикистон ва нисбат мушкилотҳое ки худи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба миллат ва мардуми Тоҷикистон меофарад, онҳоро дар ин саммит хоҳем гуфт ва ин дуюм рӯз аст ва ҳоло 8 рӯзи дигар ҳаст ки мо дар дигар мавзӯъҳо ҳам хоҳем суҳбат кард. Яке аз мавзӯъи асосӣ шиканҷа хоҳад шуд ки пагоҳ ва мо аллакай барои он ҳам омода дидем ва дигар мавзӯи
اساسی برای ما این آزادی بیان است، آزادی دین هست که اون هم روزهای جمعه و یا روز دوشنبه برگزار می شود و همچنین یک از موضوعهای اساسی این استقلال سودی است که به فکرم روزهای آینده هم این برگزار می شود و ما به اینها هم تغییر دیدیم و سخنرانی همه سازمان های تاجیکی بخصوص سازمان پیمان ملی تاجیکستان، انجمن مهاجران آسیای مرکزی، فاند بزرگ مهریار و انجمن آزاداندیشان و دیگر برادرانی که فعالان جامعه شهروندی و مخالفانی که در اینجا قرار دارند و مثل گروه 24 آنها هم برآمد خواهند کرد و مشکلات های ملت و مردم تاجیک را خواهند گفت. تشکر و برادری عزیز دیگر عمیق درجه تمام در کنار شما صحبت کنیم. سلام باشید.